неправительственная организация «Промалекс» на самую, наверное, обсуждаемую сегодня тему в Республике Молдова. Это тема изменения избирательной системы. Вы знаете, что власти, две партии, решили изменить избирательную систему с нынешней на смешанную избирательную систему. Здесь в Гагаузии вам это, наверное, немножко понятнее, потому что выборы у вас уже проходят по одномандатным округам, но это только касается Гагаузии, не всей страны в целом, поэтому эти дебаты актуальны. И мне лично что нравится, почему я согласилась их модерировать, когда мне предложили это делать. Здесь будут представлены оба лагеря, если можно так выразиться, как тех, кто поддерживает изменение избирательной системы, так и тех, кто выступает против. Я вам представлю по очереди участников этих дебатов. У нас сегодня очень рада 3 депутатов парламента. Давайте начнем с Сергея Сырбу, вице-председатель партии демократов, депутат партии демократов. Сергей Сырбу занимает место среди тех, кто поддерживает изменение избирательной системы. Видимо, много сторонников у вас в зале. Если уже сразу аплодируют, вы еще ничего не сказали. Ну, посмотрим. Григорий Новак, депутат от партии социалистов, партии, которая зарегистрировала в парламенте Республики Молдова проект закона о смешанной избирательной системе. Александр Слусарь, вице-председатель платформы «Достоинство и правда». Господин Слусарь. Инна Шупак, депутат от партии коммунистов. Я думаю, Инна вам всем знакома очень хорошо. И Дмитрий Чубашенко, вице-председатель нашей партии. Это здорово, что вы всем аплодируете. Это значит, что у нас есть баланс не только в президиуме, но и в зале. Потому что я видела, что всем из участников аплодировали, и это здорово. Как я вам уже сказала, у нас представлены как те, кто выступает за изменение избирательной системы, так и те, кто выступает против. И вы видите, что в президиуме тех, кто выступает за избирательную систему, находится только 2 человека. Мы зарезервировали 3 места, потому что есть еще одна партия, которая поддерживает эту идею, и, по крайней мере, голосовала за законопроект о переходе на смешанную избирательную систему уже в первом чтении, но она отказалась принимать участие в дебатах, которые проводит неправительственная организация «Промалекс». Поэтому регламент этих дебатов обязывает меня спросить вас, есть ли среди присутствующих в зале люди, которые не относятся ни к партии социалистов, ни к партии демократов, которые хотели бы, возможно, тоже присоединиться к выступающим, чтобы, внимание, вы подняли руку, поддержать смешанную избирательную систему. Не поддержать, у нас есть достаточно участников. Давайте быстро этот вопрос решим. Есть кто-то, кто действительно не относится ни к одной из партий, а в Гагаузии все знают, кто к какой партии относится. Хороший вопрос. Я не отношусь ни к одной из партий. Ну, я к тому, что это, в принципе, возможно. Меня спрашивали, возможно ли это. Так, представьтесь, пожалуйста. Внимание, прошу не кричать, я сам себя знаю лучше вас. Хочу сказать, Новак Борис Константинович, общественное движение «Новая Гагаузия». Новая Гагаузия. Это не политическое, а общественное движение. Я должна спросить, потому что вас лучше знать, я вас с вами не знакома, но я должна спросить людей, действительно ли вы не относитесь ни к одной из представленных партий. В смысле, Демпартия? Новая Гагаузия, говорит человек. Еще раз. Да, простите, не будем формализировать. Один момент. Я сейчас вам покажу удостоверение. Нет, вы поддерживаете демократическую партию? Я поддерживаю смешанную систему. Смешанную систему.
вам предоставлю удостоверение, что я являюсь... Но вы поддерживаете демократическую Я партию. поддерживаю общественное движение «Новая Гагаузия» и смешанную Ну, я не систему. вижу, на самом деле, проблем в том, чтобы вы присоединились. Не нужно Госпожа вам- Левченко. Да. Госпожа Левченко. Кто говорит со мной? Я говорю, можно реплику Да. про этого господина? Когда я в качестве кандидата в президента участвовал в дебатах на гагаузском телевидении, этот господин представлял демократическую партию на этих дебатах. Один момент. Господин Виктор, я был доверенным лицом господина Лупу, но от общественного движения. Еще раз вам говорю, чтобы вы знали, и мы с вами дебатировали, я всегда представлял, что я поддерживаю господина Лупу, а не Демпартию. Нас интересует, пожалуйста, я хочу, чтобы... Я знаю, что Гагаузия очень справедливый регион, и нас интересует прежде всего, чтобы мы соблюдали справедливость в данном случае. Перед вами сидят партии, которые никаким образом не связаны между собой. Мы заинтересованы в том, чтобы было представлено многоголосие партий в другом секторе. Поэтому, пожалуйста, люди, которые никогда не были связаны с демократической партией, хотя, наверное, я не права, я спрошу организаторов, что они думают на этот счет, и что говорит регламент. Мария, все хорошо, не обижайтесь. Я просто спрошу... Я показываю удостоверение члена общественного объединения «Новая Гагаузия». Тут есть какие-то противоречия или нет, господа? Быстро решим. Я спрошу представителя организации «Промолекс», есть ли какие-то противоречия в том, что человек ранее на дебатах представлял демократическую партию или нет? Мы говорим не о членстве в партии, мы говорим о причастности к партии. Вы можете присоединиться, говорят организаторы. Но мы все услышали. Вы выступали в поддержку Мариана Лупу. Да. Сейчас вам дадут стул, и все будет решено. Можно садиться возле господина Нового. Я надеюсь, что теперь все довольны, и мы можем перейти непосредственно к тому, почему мы, собственно, здесь собрались. Наши дебаты будут состоять из двух частей. Мы не проводим никаких перерывов. После того, как перед вами выступит исполнительный директор неправительственной организации «Промолекс» Ион Маноли, он расскажет вам о свежем исследовании этой неправительственной организации по поводу изменения вообще избирательных систем. Мы передадим слово каждому из участников президиума для того, чтобы они по очереди рассказали вам, с одной стороны, почему они считают, что сейчас нужно менять избирательную систему, а с другой стороны, почему ее не нужно менять. На это у каждого из них будет по 3 минуты. После этого они смогут задавать друг другу вопросы, после чего вы сможете... Простите, секунду. После того, как они будут задавать друг другу вопросы, мы перейдем ко второй панели, условно второй. Разница между первой и второй, если в первой они будут говорить, почему сейчас вдруг понадобилось менять избирательную систему, или, возможно, почему сейчас действительно нужно ее менять или не менять, я попрошу их, чтобы люди из президиума, депутаты говорили вам, что это изменит для нашей страны, изменение избирательной системы или, напротив, сохранение нынешней системы. И я прошу вас, тех, кто тут присутствует, говорите, пожалуйста, о технических моментах. И говорите очень простым языком, чтобы люди действительно понимали, о чем речь. Я думаю, что самая интересная часть для вас будет заключаться в том, что вы тоже сможете задать те вопросы, которые вас интересуют. Я знаю, что Гагаузия совсем не стесняется, проблем у вас с выражением и самовыражением никаких нет. Но если вдруг такие проблемы возникнут, вы всегда можете написать на бумаге свой вопрос, передать им тем представителям организации «Промолекс», вот есть Ион Маноли, я не вижу, вот коллеги сидят прямо перед вами, передайте им записки, они передадут их мне, и я обязательно прочту их, если нам хватит времени на все. У нас есть полчаса на то, чтобы задавать любые вопросы, касающиеся изменения избирательной системы, тем, кто представлены в зале. Можно, конечно, мы с этого и начнем. Это будет первый этап. Это крайний вариант вопросы, которые мы задаем на бумаге. У меня тоже будет возможность задать вопросы участникам
этих дискуссий, простите, что я вам не сообщила, но это будет до того, как вы будете задавать свои вопросы. В общем, много правил, но в целом, в принципе, это несложно, и вы поймете по ходу, как структурирована наша дискуссия. Важно отметить, что за временем будут следить мои коллеги, и в завершении отведенного участникам времени вы услышите, и они услышат обратный отчет, мы услышим звуковой сигнал. Пожалуйста, не преувеличивайте время, которое вам отведено, потому что если это начнет делать каждый из вас, то это никогда не закончится. Итак, Ион Маноли, исполнительный директор организации Промолекс, пожалуйста. Спасибо, Мария. Добрый день. Мне очень приятно здесь присутствовать на этом мероприятии сегодня. Полный зал, то, что еще раз подтверждает, что интерес очень большой со стороны людей, простых людей, а также политических актеров. Я представляю правозащитную организацию, которая в последнее время, последние 8 лет занимается также наблюдением за выборами. Мы заинтересованы в том, чтобы люди, идя голосовать на выборы, осознавали все процессы, которые происходят в стране, потому что от этого голоса, от их голоса зависит будущее как минимум на 4 года нашей страны. В последнее время и поэтому мы заинтересованы в том, чтобы люди участвовали, были активными вот в таких мероприятиях, которые мы сегодня организовываем. Это вторая по численности. Мы будем организовывать еще 4, в общей сложности 6 по всей стране. Этими мероприятиями мы решили вывести из Кишинева все дискуссии по политическим вопросам, и специально в последнее время мы говорим все чаще о том, что Молдове нужна или не нужна новая или другая избирательная система. Итак, избирательная система. Нужно ли нам менять ее или не нужно? Как она влияет на политическую ситуацию в Республике Молдова или в другой стране? Я с вашего позволения буду иногда заглядывать, потому что и сразу буду извиняться за то, что буду делать ошибки на русском языке. Итак, избирательные системы превращают ваши голоса, дорогие избиратели, отданные в ходе выборов, в мандаты, которые получают партии или кандидаты, независимые кандидаты. Поэтому от избирательной системы очень много зависит состав парламента, очень много зависит качество будущих парламентов. Поэтому для нас очень важно, чтобы люди понимали все вопросы, все аспекты, которые касаются изменений. Если мы будем менять, то мы должны осознанно понимать, что мы меняем и что мы получим, как мы улучшим ситуацию, какие проблемы будем решать этим ходом, этим изменением избирательной системы. Избирательные системы определяют характеристики представительства, влияют на развитие партий и партийных систем, а также на парламентскую деятельность, в том числе на политику создания коалиций. Таким образом, не стоит пренебрегать последствиями разработки избирательных систем. До сих пор в Молдове мы попробовали 2 избирательные системы. Мы помним, что первый парламент Республики Молдова избирался по мажоритарной системе. С 1993 года у нас имплементируется пропорциональная система, и мы выбираем по закрытым спискам, мы выбираем своих представителей в парламент. Таким образом, существует 3 основных избирательных систем. Смешанной я еще не сказал, потому что Молдова еще не попробовала эту систему. Итак, я буду останавливаться очень коротко по каждой системе. Мажоритарная – это когда выбирается один депутат из одного округа. Может быть 2 видов. Первый тур или в один тур, когда кандидат избирается относительным большинством голосов, и в 2 тура голосования, когда кандидат избирается абсолютным большинством, 50% плюс 1 голос. Мажоритарные системы в ходе выборов используются в такие страны, как Азербайджан, Беларусь,
Соединенное Королевство и Франция. Система пропорционального представительства. Нам всем хорошо это известно, потому что в Республике Молдова мы, как я говорил раньше, с 93-го работаем по этой системе и выбираем своих избранных. Пропорциональные системы также по открытым партийным спискам, где избиратели определяют порядок кандидатов в избирательном списке. И здесь мы можем говорить о конкурентности внутри партии. То есть избиратель, идя на выборы, практически выбирает самых лучших представителей этой партии. Поэтому стимулируется конкурентность внутри партии. Что такое смешанная система? Мы в последнее время очень много слышим о этой системе, и я остановлюсь очень коротко, что она представляет собой. Это комбинация основных элементов мажоритарной и пропорциональной избирательной системы. Конкретная структура определяется органом власти, который проводит изменения избирательной системы. Например, половина депутатов избираются по округам в 1 или 2 тура, а вторая половина по закрытым или открытым партийным спискам. Не существует, как мы знаем, хороших и плохих избирательных систем. Мы знаем, что разные страны пользуются разными избирательными системами. Но это не означает, что от избирательной системы зависит развитие страны или качество жизни этих стран. В разных странах применяются разные системы, но уровень жизни, уровень представительства, качество представителей, которые попадают в избирательный орган, в парламент, оно, конечно, разное, и здесь очень много факторов. Какие же преимущества вот этих трех? Для мажоритарной системы это более близкая связь между избранными депутатами и избирателями. А также в то же время данная система приводит к образованию двухпартийных систем. В основном это выгодно большим политическим партиям. Это, в свою очередь, способствует созданию сильных правительств, так как существует политический консенсус. Основное преимущество пропорциональной избирательной системы, мы все знаем ее, но все равно буду повторять, это то, что она обеспечивает более или менее пропорциональное или равномерное представительство в парламенте всех политических партий, которые участвовали в выборах. Это способствует развитию политических партий, особенно маленьким. Например, если политическая партия получила 7-8% голосов, то примерно 7-8 мандатов она получит в будущий парламент. В мажоритарной системе отсутствует эта пропорциональность между количеством голосов, полученными партиями на выборах, и количеством полученными ими мандатами. Например, мы можем привести здесь один пример, очень свежий, из Великобритании. В 2015 году, 2 года назад, одна партия получила 12,6% голосов, но в конце концов только один мандат, только одно место в парламенте из 12% голосов. Поэтому мы должны это понимать и осознавать, что лучше для нас, для Республики Молдова, для следующих выборов, как я понимаю. Основное преимущество смешанной избирательной системы – это то, что она пытается комбинировать сильные стороны и элементы мажоритарной и пропорциональной избирательной системы. Но, к сожалению, она сохраняет и много слабых аспектов вышеупомянутых систем. В этом году, в мае, мы разработали, Промолекс разработала исследование. Да, я уже заканчиваю. Мы разработали исследование, которое называлось «Проектирование избирательной системы в Республике Молдова». Это исследование разрабатывалось 2 международными экспертами. Эти эксперты встречались со всеми актерами в Республике Молдова, которые здесь присутствуют перед вами, но и другими актерами, которые заинтересованы в изменении избирательной системы или нет. Также они изучили опыт разных стран, как они применяются, какие у них проблемы, какие у них хорошие результаты после изменения избирательной системы. Особенно Украина и Румыния, наши соседи, которые прошли через многих изменений. И в конце концов рекомендации наших экспертов таковы. По мнению наших экспертов, на данный момент существующая система пропорционального представительства по партийным системам самая подходящая для Республики Молдова.
Также эксперты предложили определенные изменения. Изменения в первую очередь, чтобы списки были открытыми, чтобы мы сами могли выбирать своих представителей. И очень много еще изменений, которым нет времени уже останавливаться, но я вам всем, которые заинтересованы в этих аспектах по избирательной системе, рекомендую смотреть наш отчет, наш документ, потому что он переведен также на русском языке. И он составляет и описывает очень хорошо все вот эти выводы. Где посмотреть нужно этот документ? На нашем сайте. Мы привезли несколько. Promolex.md. Promolex.md и привезли несколько, скажем так, бумажных вариантов для вас. Спасибо вам. Это был Иван Маноли, исполнительный директор организации Promolex, благодаря которой я лично и, наверное, люди, которые сидят перед вами, находимся сегодня в Камрате. Я вижу людей, которые стоят у выхода. У нас есть места в зале. Если вы хотите сесть, я вижу места. Вы проходите. Хорошо. И еще один момент. Я уже получаю от вас записки, это хорошо. У меня тоже есть, как я вам сказала, право задавать вопросы участникам. Возможно, я выберу что-то из ваших вопросов, чтобы расширить, чтобы дать возможность вам задавать те вопросы, которые вас интересуют, потому что, может быть, мне интересны совсем другие моменты. Давайте, итак, приступим. Начнем мы с, как я вам уже сказала, с первой панели. Итак, почему же нужно менять избирательную систему? Пожалуйста, сфокусируйтесь на моменте сейчас. Почему вот спустя 25 лет независимости Республика Молдова нуждается сегодня, в 2017 году, в изменении избирательной системы с тем, чтобы 18-е выборы 18 года, прошли по новой системе выборов. Пожалуйста, господин Сырбу, сфокусируйтесь именно на это. У вас будут 3 минуты для того, чтобы объяснить людям свою позицию. Заман Хароти, добрый день, дорогие друзья. Спасибо большое и Promolex, и спасибо большое, что вы сегодня рядом с нами и поддерживаете изменение избирательной системы на смешанную избирательную систему. Я знаю, что именно эта избирательная система позволит модернизировать весь политический класс Республики Молдова. Я считаю, что это решение запоздало, наверное, на десятки лет. Давным-давно надо было поменять избирательную систему, но я возьму быка за рога, не буду теории, доктрины, что такое одна система и другая. Просто конкретный пример, почему нужно поменять избирательную систему. Я задам вопрос напрямую. Если, дорогие друзья, у вас гарантии, что конкретный депутат или несколько депутатов от Гагаузии гарантированно попадет в будущий парламент по нынешней избирательной системе? Я уверен, что ответа не будет. Нету никаких гарантий. Никакая так называемая наша партия или другие партии вам не будет гарантировать, что в списке, в проходном списке появятся депутаты от Гагаузии. И не просто депутаты от Гагаузии, а депутаты, которых вы хотите, которые вы имеете право их делегировать и им практически верите. Потому что, и да, в истории у нас есть, что в списках могут попасть депутаты от Гагаузии, но выбирать будете не вы. Выбирать их будет конкретно лидер какой-то партии. Мы предлагаем очень простой механизм, чтобы именно вы решали конкретно, какой депутат будет представлять конкретный округ от Гагаузии. И я хочу вам сказать, что даже если в проекте этого нету, но мы во втором чтении, и включая рекомендации Венецианской комиссии, мы конкретно включим квоту для Гагаузии. 2 или 3 конкретных округа чисто от Гагаузии вы сможете, сами сможете представлять кандидата именно какого вы хотите, кому вы конкретно доверяете. Так что по этой системе очень серьезный плюс, именно вы сможете выбрать своего кандидата, в который верите, и от Гагаузии будет конкретные 2-3 депутата именно по смешанной системе, потому что по нынешней системе списков у вас
у Гагаузии таких шансов нет, никаких гарантий нет, и ни одна партия слева от меня это вам не сможет гарантировать никогда. Вот этот маленький пример, но очень четкий практический пример, почему вам выгодна эта система для парламента. Именно так, как вы выбирали уже более 20 лет, выбираете и примаров, и Башкана, и депутатов Народного собрания. Спасибо. Но я повторюсь, о плюсах мы говорим во второй части, у вас будет время и на это. Я вас попрошу все-таки говорить о том, почему сегодня, в 2017 году, нужно менять избирательную систему. Пожалуйста, господин Новик. Я вас приветствую. Я похуже говорю на гагаузском, чем мой коллега Сергей Сырбу, но попытаюсь в нескольких словах объяснить, почему сегодня мы пришли к тому, что нужно изменять избирательную систему. Начиная от независимости по сегодняшний день, мы пытались всячески, то есть республика пыталась воплотить демократию в жизнь, но как мы видим, происходят разные политические процессы, которые мешают нормальному развитию нашего государства. Конкретно по проекту, почему этот проект нужен на сегодняшний день? Во-первых, я не буду очень много повторяться, потому что он, по сути, Сергей Сырбу говорил, что он уже привлекает в политический процесс страны представителей от Гагаузии. То есть гагаузы будут решать, кто их будет представлять в парламенте. И не только гагаузы. Тут имеется в виду и болгары, вообще национальные меньшинства, которые живут в нашей стране. Потому как в Тараклии, как по мне, должно обязательно быть округ. Приднестровцы, то есть жители Левобережья, тоже должны представлять нашу страну в парламенте. Потому как за последние, от независимости мы как-то забыли, был конфликт замороженный, и мы почему-то начали, даже есть те политические силы, которые говорят, что нам вообще не нужно тот кусок земли Левобережья. Поэтому привлекать политический процесс Приднестровья, это тоже принципиально. Все мы знаем, что за рубежом живут очень много наших граждан. По-моему, в этом зале нету ни одного человека, у которого нету там сына, брата, жены, родственников, которые работают за границей. Так называемые, их так называют диаспорой. Диаспора тоже должна быть в парламенте. То есть они сами будут выбирать. Касаемо механизмов, естественно, на сегодняшний день многие говорят о Венецианской комиссии. Венецианская комиссия, мы должны понять, что это такое. Это политический орган или это тот орган, который дает юридическую оценку тому или иному проекту. Как по мне, как сказал Букикио вот сейчас на этой сессии, Букикио четко сказал, что воплотила в жизнь в разных странах, поэтому их так критикуют. И, в принципе, он прав. Не должны ни Венецианская комиссия, ни другая страна диктовать нам, жителям этой страны, как нам жить завтра или послезавтра. По-моему, это правильно. Мы сами должны решать тут. И это и есть, по сути, демократия. Поэтому диаспора, Приднестровье, болгары, вообще нацменьшинства, в том числе и гагаузы, должны быть в молдавском парламенте. Вот видите, все следят. Вначале мне показалось, что мы меняем систему для гагаузов специально, а потом, что для нас, что когда мы объясняем, почему мы меняем избирательную систему, почему-то говорите о Венецианской комиссии, как будто вы для нее ее меняете. Мы тут встретились с жителями Республики Молдова, жителями, в данном случае сегодня, автономии Гагаузии. Давайте говорить для них, почему нам это нужно. Возможно, вы используете свой шанс. Господин Новик, вы хотели сегодня присутствовать в президиуме. Может быть, вы сможете очень просто объяснить, я еще раз повторюсь, в 2017 году, зачем к 2018 году менять систему выборов? Простите, но я пока не услышала. Спасибо. Мы с вами абсолютно единомышленники, я именно в этом плане буду говорить. Хочу сказать именно не за всю Молдову, и не буду я умничать, а скажу по Гагаузии. Чем выгодно для Гагаузии? Вот присутствие Ивана Григорьевича Бургуджи. Мы с ним 2 года ездили в парламент в составе комиссии и добивались исполнения
изменений в Конституцию 111 статью, потому что 23 года сегодня в автономии работает закон об особом правовом статусе Гагаузии, и 23 года мы говорим ни при одном руководстве Молдовы не исполняется этот закон. Сегодня есть уникальная возможность сделать первый шаг по исполнению закона, обеспечив представительство Гагаузии во всех ветвях власти, о чем мы говорили. И первое это в парламенте. Посмотрите, что получается. Спасибо. Гагаузия, почему необходимо представительство Гагаузии независящей от партии? Не потому, что сегодня даже, допустим, при коммунистах у нас было и 6 депутатов в парламенте, и 4, и сегодня 4 депутата от Гагаузии, но они все принадлежат партиям. И, конечно, они пытаются что-то за Гагаузию вымолвить, сказать, бороться, но тогда, когда на фракции, партийной фракции происходит принятие общего решения, на фракции они спорят, но фракция приняла общее решение, уже к микрофону депутата от Гагаузии не допустят, он уже обязан голосовать так, как голосует партия, или уйти с заседания. То есть он не сможет дальше отставить точку зрения. Будучи независимым представителем от Гагаузии по квоте, о чем мы добивались, он всегда в любой момент выйдет, требовать будет, добиваться, никто ему не закроет рот, и никто его не подпустит, никто ему не запретит подойти к микрофону. Это преимущество. Второе преимущество для Гагаузии. Это по квоте. Посмотрите, как в Гагаузии работает закон. 23 года. После Молдова берет передовой работает здесь. Это выдвигаться самые лучшие. Мы знаем друг друга, мы знаем, кого выдвинуть. Всегда. Вот я, например, проходил дважды депутата Неделькова, дважды депутат Народного собрания. Один раз прошел из 12, один раз из 13, третий раз не прошел. Все надоело. Так и будет ротация постоянно, потому что пройдут лучшие, которые будут представлять. Нет, его отзовут завтра. И не партия будет командовать, и не партия будет выдвигать ему, навязывать решения. Поэтому для Гагаузии, я не понимаю Ивана Георгиевича, который сегодня, наверное, тоже выскажет против. Мы с тобой боролись вместе за эту систему, и ты сегодня в оппозиции передовому шагу, который... Нонсенс, твое любимое слово. Так вот, еще хочу сказать. Спасибо. В следующий раз. Еще раз, дорогие друзья, только, конечно, весь молдавский народ от этого выиграет. Еще одно преимущество есть. Вот почему сопротивляются некоторые партии и говорят, нам не нужна эта смешанная система. Вообще-то нужна полностью система 100% одномандатная. Сегодня делается компромисс. Время истекло, и мы будем отключать, к сожалению, микрофон, если вы не будете придерживаться правил. Спасибо. На самом деле... Вот все примерно так же, как в парламенте Республики Молдова происходит. Давайте продолжим. Можно я воспользуюсь вашим гостеприимством и продолжу работать? Поэтому важно уважать друг друга, соблюдать время. Господа. Мы обязательно у нас будет... Как вас зовут? Простите, пожалуйста. Извините. Мне нужно работать. Мне нужно работать. Спасибо большое. Я думаю, вас услышали. Садитесь, пожалуйста. Я сказал, что буду когда слово. Спасибо большое. Да, но есть регламент, и нам нужно его придерживаться. Я вас очень прошу, иначе это все потеряет смысл. Я думаю, что есть что сказать на самом деле и участникам. Я не могу нарушать правила вот этого вот события, на которое меня пригласили. И поэтому я передам слово, и я уверена, что мы услышим самые разные мнения сегодня, и вот это здорово. Кто из вас хочет начать первым? Пожалуйста. Почему сегодня не нужно менять? Сфокусируемся на сегодняшнем моменте. И это важно, потому что есть определенные оппозиционные партии, которые ранее говорили «нужно», а теперь, когда зарегистрировали законопроект, говорят «не нужно». И кажется, что это происходит только потому, что Демократическая партия выступила с этой инициативой. Поэтому сфокусируйтесь. Я повторю свою просьбу, ту же, что была и к вашим противоположным спикерам. Сфокусируйтесь на моменте, почему сегодня это делать, как вы считаете, не нужно.
Добрый день, уважаемые сограждане. Платформа «Достоинство и правда» никогда не поддерживала изменения избирательной системы. И нужно сказать четко, за эти 4 месяца, к сожалению, вместо того, чтобы обсуждать проблемы украденного миллиарда, пенсий, зарплат низких, геноцида социального, коррупции, 4 месяца проходит промывание мозгов по поводу изменения избирательной системы. Что ж, давайте послушаем, что вам говорят. Говорят, что депутаты, это будут ваши депутаты, что это будет большее представительство, что нынешняя политическая система дискредитирована политическими партиями, что можно будет отзывать своих депутатов. Хорошо, давайте посмотрим, кто говорит, кто дискредитировал политическую систему за 8 лет. Какая партия, которая 8 лет ни одного дня не отсутствовала, все время присутствовала у власти. Они испачкали эту политическую систему, теперь предлагают другую. Они говорят, что партийные лидеры делают список своих кандидатов. Кто это делает? Кто это делает? Это делает и партия демократов. Демократическая партия, которая 8 лет пользовалась этой системой. Дальше. Вам говорили, что можно будет отзывать своего депутата. Эта вещь даже не выставлена сейчас в проект. Это лапша, которую уже убрали из этого проекта. Вам говорят, это не отдельный разговор. Вам говорят, что вы будете иметь представительство. Посмотрите цифры, не давайте себя оболванить. У вас сейчас в 2014 году было выбрано 5 депутатов от Гагаузии по разным партиям. По этой системе вы получите 1,5 депутата. 1,5 депутата, если вы посмотрите по этим спискам. Эти 1,5 депутата, что они могут сделать? Кого они будут представлять? Подумайте. Если вам не мешает 5 депутатов, которые вас сейчас представляют, хорошо. Вы должны понимать очень четко, что депутатов будут выбирать 10-12% населения, потому что будет 30-40 кандидатов. Остальные 80-90% будут выкинуты на мусорку, ваши голоса. Вы должны это прекрасно понимать. Изменение избирательной системы нужно только одному человеку и его клану, чтобы остаться на свободе и чтобы остаться у власти. Зачем социалисты это делают? Именно это и есть. Вы можете... Господин Слусарь, ваше время истекло. Господин Слусарь. Социалистическая партия чисто по уму, потому что президент закон и Господин Слусарь. Заберите, пожалуйста, микрофон. Послушайте, мы собрались здесь, это очень важно. Пожалуйста, я знаю, вы поддержите демократическую партию. Мы собрались здесь не чтобы перекричать друг друга или посоревноваться в том, кто будет громче аплодировать. Мы собрались здесь, чтобы услышать все точки зрения. Поэтому давайте продолжим то, что мы начали. Инна Шупак, депутат от партии коммунистов. Уважаемые друзья, рада в очередной раз быть в Камрате, рада видеть знакомые лица и здесь, и здесь. Вы знаете, друзья, мы ведь друг другу не враги, правильно? Мы друг другу не враги. Мы граждане одной страны, и давайте мы будем с уважением относиться к другой точке зрения, потому что каждый из нас имеет право на свою точку зрения. Уважаемые друзья, давайте мы с вами задумаемся о том, что здесь присутствуют представители разных регионов, из Вулканежского, Шедырунского, Скамрадского, конечно, района. Есть представители из Бессарабского района, делегация во главе с примаром города. Но давайте мы с вами подумаем,
А разве проблемы, с которыми мы с вами каждый день сталкиваемся, они не одни и те же, вне зависимости, если вы, конечно, Дерлунги, Бессарабки, Ствардицы, откуда-либо еще из Камрата, они одни и те же. Пенсии, зарплаты маленькие. Сейчас сдали, не сдали ваши дети, внуки БАК. Если сдали, нужно накопить денежку на университет. А если задуматься о том, что, не дай бог, попадаешь в медицинское учреждение, кучу денег и так далее. Эти проблемы общие, друзья, нас объединяют. И мы с вами вместе должны находить способы их решения. Почему эти проблемы не решались до сих пор? Потому что последние 8 лет власть в Молдове захвачена. И захвачена она в том числе Демократической партией. Зачем Демократическая партия хочет поменять избирательную систему? Потому что в следующем году будут выборы, уважаемые друзья. Друзья, а не враги. И по партийной системе Демократическая партия может даже не пройти в парламент. Вот в чем проблема, вы понимаете? Практически все опросы показывают, что Демократическая партия не добирает необходимых 6% для прохождения в парламент. И именно поэтому сейчас они хотят всеми усилиями поменять, сделать так, как произошло в Народном собрании Гагаузии, когда единственный человек от Демократической партии прошел, единственный, и стал председателем Народного собрания. Так же будет и в следующем парламенте. Уважаемые друзья, я хочу, чтобы мы все с вами сегодня обратились в партии социалистов, не делать игру Плохотнюка и отозвать проект по смешанной системе. И так будет правильно, бороться с режимом. Совсем минуту, пожалуйста, я вас прошу меня послушать 30 секунд. Депутат от Демократической партии во время того, как говорила Инна, попросил меня следить за тем, чтобы участники не проводили политическую агитацию. Но господин Новак забывает, что с этого начал господин Цирбу, к сожалению. Поэтому я вас прошу, давайте вспомним о взаимном уважении. Господин Цирбу, покажите на собственном примере, как нужно себя вести. И, пожалуйста, обратитесь к вашим коллегам, которые больше работают сегодня, простите меня, как группа поддержки. И, пожалуйста, это я вас прошу лично от себя и обращаюсь ко всем. Абсолютно с вами согласна. Прекратим это. Не надо свое мнение кому-то навязывать. И господин Цирбу говорил по существу, преимущество этих. А эти занимаются чисто агитацией своих партий. У нас есть 3 участника за и 3... А вы извините, пожалуйста, выходите. Если хотите говорить, говорите по существу, по системе. А не начинайте вести какую-то агитацию. И когда коммунисты говорят, 8 лет кто был у власти? Кто был у власти? И вы сегодня начинаете. Гагаузия дала 98%. Для коммунистов. Сейчас дала 98%. Так что не надо делать всех равнять по одну гребенку. Пожалуйста, кому не интересны эти дебаты, вы можете покинуть зал. У каждого есть свое время для того, чтобы... Мне такое ощущение, что я пришла для того, чтобы с вами работать. У каждого есть свое время для того, чтобы выразить свою позицию. Пусть каждый использует его так, как считает нужным. И это останется на его усмотрение. Я неужели такое сказала? Я вас разве обидела? У нас есть господин Чебашенко, который ждет своей очереди, чтобы сказать вам свое мнение о смешанной избирательной системе. Узнаю Гагаузию. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо организаторам за возможность выступить. Вопрос выборов – это вопрос политический. То есть у него есть и юридическое измерение, и техническое, но выборы определяют власть. Об этом записано и в Конституции, статья 38 и других. Это вопрос политики. То есть поэтому мы не против, в принципе, против того, чтобы обсуждать и менять как-то кодекс о выборах. Я об этом говорил и как кандидат в президенты. Мы за это. Но это вопрос Конституции
и будущего. Это должен быть вопрос согласия и консенсуса, которого сейчас в молдавском обществе нет. Почему мы против? Вот я не знаю, кто ответил, я отвечу очень прямо, почему мы против изменения системы. Потому что изменение избирательной системы ведет к сохранению олигархического репрессивного режима Плохотнюка. Мы убеждены, что Молдова является захваченным государством, она захвачена режимом Плохотнюка. И когда мы поддерживали во втором туре Рената Усатый, когда поддержал во втором туре Игоря Дадона, Дадон обещал нам, что он будет бороться с режимом Плохотнюка, что он будет бороться за освобождение Молдовы, и в том числе он поможет тому же Ренату Усатому вернуться. Это ответ на вопрос Нейковчина. Сейчас Дадон обманул и предал нас, как раньше он обманул и предал партию коммунистов. Сегодня все видят, только слепой не видит, что создан тандем Плохотнюка-Дадона. Дадон бросает спасательный круг Плохотнюку, потому что при нынешней системе у демократической партии нет шансов. Пример Гагаузии, который здесь приводили. Вы недавно выбирали Народное собрание. Из 35 депутатов Народного собрания только один был избран от Демократической партии. Сейчас большинство Демократической партии в Народном собрании. Я разговаривал с людьми в Гагаузии, в селах, городах. Они очень возмущены. Они голосовали за людей не для того, чтобы они оказались в большинстве Плохотнюка в Народном собрании. Будет 2 округа по Гагаузии. 2 округа по 60 тысяч избирателей. Депутата может избрать 10 тысяч избирателей по той системе, которую они предлагают. Кто будет представлять оставшиеся 100 тысяч избирателей Гагаузии? Будут избраны те, у кого будут деньги. А деньги сегодня у Плохотнюка. Еще раз, здесь представлены обе точки зрения, и у каждого из участников этих дебатов есть равное количество времени. Кто и как его использует, это их дело. Но главное, чтобы вы говорили по теме. Мы переходим к следующему этапу. Наши дебаты. Темы разные. Я согласна с вами. Темы разные, к сожалению. Но мы можем исправить ситуацию. У нас есть следующее. Я вижу, что вы разогреваетесь перед выборами. Вот сейчас у нас есть, мы переходим к следующему раунду. Вы задаете вопросы друг другу. Пожалуйста, формулируйте их коротко, до 30 секунд. Формулируйте, чтобы я, знаете, трюки политиков. Да, вы в вопросе говорите и ответ. И те, кто отвечает на вопросы, пожалуйста, следите за тем, чтобы вы не превышали 1 минуту времени во время вашего вопроса. Начинайте задавать вопрос вашим оппонентам, и я так поняла, что между вами нет конфликта, и вы сами можете решить, кто первый задает. Господин Сырбу, господин Новак, вы тоже господин Новак, да? Вот так интересно получилось. Ну что? Только маленький вопрос, если можно, короткую реплику. Ко мне? Нет, не вам, конечно. Нет, нужно вопрос задать. Пожалуйста, есть регламент, иначе... Мы, конечно, можем в отдельный день собраться все вместе и провести дебаты, как нам нравится. Если вы организуете, может быть, мы приедем. Да, очень короткий вопрос у меня вот к 2 господинам слева. Во-первых, только год назад с платформы перед парламентом, платформы, да, кстати, кричали, что нужно переходить на полностью одномандатную систему. Это вот платформа «Да». Вопрос, когда они были честны, тогда или сейчас. А господину Чебышенко, который был в списках ЛДПМ тоже буквально несколько лет назад, ЛДПМ, который начиная с 2007 года собирала подписи. В чем вопрос, кому вы его адресуете? Которая ЛДПМ собирала подписи за переход на смешанную систему. Она выиграла выборы в 2009 по смешанной системе, и в политической программе есть переход на смешанную систему. Вопрос очень четкий обоим. Когда они были на самом деле искренни? Тогда, когда хотели дорваться до власти, или сейчас, когда у них абсолютно, кстати, вы заметили, уважаемые друзья, что аргументов против у них нет. У них есть прямая атака на Демпартию, политическая атака без оснований, но аргументов против перехода нет. Вопрос этот, когда они были... Или вообще они
Все, вас услышали. Господин Слусарь, когда вы были искренне. Но мне такое ощущение, что мы действительно говорим о другом, господин Сырб, а потом ваши сторонники говорят, что мы политизируем. Заметили? Нет, я вопрос не чувствую. По смешанной системе. Нет, я попросила господина Сырбу на собственном примере задать тон и показать, как нужно проводить дебаты. 1 минута. Товарищи были всегда искренни. Когда мы митинговали, а в это время крали миллиарды, и разрушалась банковская система, государство разрушалось. Вы говорили, что мы дестабилизируем систему. Тогда дестабилизировалась система и крались миллиарды. Мы никогда, ни на одной резолюции, ни в одной резолюции платформы достоинства и правды никогда не было и не будет желания менять избирательную систему. Ни один член партии платформа достоинства и правда никогда не поддерживал переход на эту систему. Мы абсолютно согласны с идеей, высказанной здесь очень четко господином Чубашенко. Изменение системы – это желание одного человека сохранить власть и остаться на свободе. У него кое-что горит. Ответ очень четкий. Никогда мы не поддерживали изменения избирательной системы и поддерживать не будем. Нет, но регламент предусматривает, что вы задаете по одному вопросу участникам напротив. Любой вопрос любому участнику. Конечно, мог бы спросить господина Сырбу, когда он был искренним, когда был в партии коммунистов или сейчас в партии демократов, но я задам другой вопрос. Лидер социалистов Игорь Дадон говорит, что при смешанной системе его партия возьмет большинство. Да? Вам не смешно? Нет. От какого заявления Дадона? Вопрос в чем заключается? В чем вопрос заключался, господин Чубашенко? Если вы считаете, что... Секунду. Если вы считаете... Я переформулирую. Секунду. В чем вопрос заключался? Вопрос, не смешно ли господину Сырбу от заявления Дадона о том, что партия социалистов возьмет большинство по смешанной системе? Господин Чубашенко, я вас заверяю, что мне не смешно. И не смешно народу Республики Молдова, которые большинством более 60% по всем опросам хотят изменения избирательной системы. Если вы считаете, что то, что хочет народ, это смешно, то мне очень жаль. Значит, народ сделает свои выводы. Спасибо. Вопрос можно? Да, у вас есть возможность задать один вопрос. У меня ко всем, каждому участнику. Нет, один вопрос. Нет, каждому участнику. Каждому участнику? Каждому участнику. Есть регламент. Катиону Лафикари. Нет. У меня вопрос. У меня не к вам вопрос. У меня вопрос к господину Сырбу. Ваш вопрос. Вы выбираете, господин Слусарь. Не вам меня выгонять. Ваш вопрос, господин Сырбу. У меня вопрос к господину Сырбу. Вы привели пример сондажа. Эти сондажи, они очень разные, там есть разные вопросы. По-разному там говорится. Многие люди пропагандированы, не очень понимают, что такая система. Ну, допустим, этот сондаж правильный. Все сондажи показывают, что 70-75% хотят досрочных выборов в парламент. По этой логике, уходите, распускайте парламент. Почему вы это не делаете? Вопрос ясен. Господин Слусарь, мы никогда не боялись и не будем бояться досрочных выборов. Если будут основания для досрочных выборов, поверьте, Демпартия будет готова всегда к любым выборам. Я не знаю, если вы готовы к этим выборам, господин Слусарь. Вот вы посмотрим, насколько вы готовы. Потому что те же опросы показывают, что вы вообще уже ниже плинтуса находитесь. Пожалуйста, если есть вопросы по изменению избирательной системы, я предлагаю делать это по очереди. Я предлагаю делать это по очереди, чтобы это не была игра в одни ворота. Кто следующий задает вопрос? Господин Новый.
Я тоже встану, как коллеги слева вставали, потому что я тоже молодой и красивый. Я хочу вот что спросить у коллег, которые слева. Если отбросить грязь, которую вы сейчас накатываете на президента, на Демпартию, если убрать это все в сторону, если отбросить грязь о том, что вы обвиняете в коррупции, а вы видите, что с коррупцией сегодня борется, невзирая тут партийная принадлежность. Не причем задаю вопрос господину Чубашенко и остальным. Почему вы боитесь одномандатной системы? Если отбросить вот эти вот спекуляцию, когда вы говорите, там воруют, там. С воровством борется сегодня государство, с воровством борется Демпартия, с воровством борется сегодня парламент. Почему вы боитесь этого? Не гоните грязь на президента, не гоните грязь на коллег. Я думаю, ваш вопрос ясен. Отвечаю. Потому что мы считаем, что Молдова захваченное государство. Она захвачена плохотником. А Дадон на подтанцовке у плохотника. Это ответ. Молдова сегодня это тюрьма. Главный надзиратель, который плохотнюк. Проводить реформы в тюрьме бессмысленно. Вы предлагаете перекрасить бараки из розового в голубой, поменяться бельем между первым и вторым бараком. Мы предлагаем сломать эту систему, сломать тюрьму, а потом проводить выборы по любой системе. Вы знаете, я музыкант. Это называется эта песня хороша. Начинать сначала. Нет, господин Новак, пожалуйста. Нет, есть один конкретный вопрос конкретному человеку, а господин Маноли хочет вам что-то сказать. Мария, я попрошу. Можно? Вы когда говорите, господин Новак, хоть уточните, какой из них, а то я... Можно я вас сделаю маленький опрос? Скажите, пожалуйста, вы вот здесь, вот, сидящие в этом зале, хотите жить в демократии или в диктатуре? Нет, вопрос. Давайте голосовать. Кто за демократию? Кто хочет в демократических условиях? Кто хочет в демократических? Остальные, кто хочет в диктатуру жить? Никто не хочет. Один человек. Сейчас я извиняюсь, у нас очень мало времени. Вы знаете, что такое демократические правила? Слушайте, пожалуйста. Вы знаете, что такие правила? Демократические правила. Вы хотите, как в диктатуре? Я задавался много раз вопросом, почему в Гагаузию не приезжают все политические партии. Мы говорили еще раз о демократических правилах, демократические. Вы знаете какие? Слушать другое мнение вы можете? Слушать другое мнение вы можете? И я еще раз обращаюсь. Если вы не прекращаете, я вас попрошу выйти. Я сейчас буду снимать, попрошу камеру, снимать всех, которые не соблюдают наши правила. Если вы не соблюдаете права, я вас попрошу выйти. Вы говорите сейчас и мешаете разговорам вашими интервенциями. Еще раз прошу камеры, привет Пумтьев, снимать людей, которые мешают и нарушают наши правила. Пусть страна знает своих героев. Итак, я делаю последний предупреждение, последний призыв к вам. Люди, давайте будем слушать. Демократия означает. Давайте взвешивать, что эти люди перед вами, которые представляют разные партии, говорят. Давайте взвешивать их аргументы и думать. Я против против фанатизма. Когда вы не хотите слушать другое мнение, это называется фанатизм. И еще раз, у нас правила, давайте соблюдать правила. Для вас будут в конце полчаса. Если вы сейчас будете мешать, у нас не останется времени. У вас для вас полчаса для вопросов. Пока будете слушать и фиксируйте свои вопросы. Прошу вас, давайте соблюдать и уважать друг друга. Спасибо.
Действительно очень сложно работать в таких условиях, я не понимаю даже зачем. Давайте продолжим. Может, я уже... Следите вот за временем, у каждого равное время, и у каждого в равных условиях. Никто времени не лишается. Хотите, господин Новак хочет задать вопрос. Я отмечаю, кто сколько вопросов задает. Уважаемые друзья, вот вы обратите внимание, вы услышали хотя бы одного нормального аргумента, почему нет юридического характера или другого? Нет, да? По-моему, вот смотрите, вот эти господа, что слева от меня, Вопрос. при любой системе, будь она смешанная, одномандатная или нынешняя, им уже не грозит парламент. То есть они не пройдут при любой системе. Кому вы адресуете вопрос? Они сейчас рассуждают. Кому вы адресуете Вопрос у меня к господину Чубашенко. При Приднестровье, Гагаузия, Тараклийский район, где живут очень много болгаров, нет у них депутатов своих в парламенте. Что вы имеете против миноритарного этноса, который... У нас многонациональная страна. Вопрос. Что вы имеете против них, чтобы они были в парламенте? Спасибо. При смешанной системе? Ответ, наверное, Спасибо. будет ничего. Наша партия очень любит Гагаузию. От нашей партии избраны примары в Камрате, в Чадырлунге, в Вулканештах. Мы здесь прекрасно представлены. И мы очень любим Гагаузию, очень хорошо относимся к Приднестровью. Но при той системе, которую вот они предлагают, от Гагаузии, я уже сказал, будет 2 округа. За каждого депутата проголосует 10 тысяч человек. 100 тысяч человек, избирателей в Гагаузии, не проголосуют за этих депутатов. Они не будут представлять Гагаузию. Они будут работать на тех спонсоров, которые дадут им деньги на выборы, которые будут использовать админресурс для того, чтобы их продвигать. Это первый вопрос по Гагаузии. По Приднестровью, не надо... пытаться за пальцем спрятаться от солнца. Не будут организованы выборы в Приднестровье. Там не будут сформированы избирательные участки. А как это? Это профанация. Спасибо, время истекло. Инна Шупак хочет задать вопрос. Господин Новак, зачем вы это делаете? Инна Шупак, ваш вопрос кому в первую очередь? Мой скажите? вопрос моему коллеге в парламенте, господину Григорию Новаку. Господин Новак, скажите, пожалуйста, не смущает ли вас лично тот факт, что ваш проект закона о смешанной системе практически как 2 капли воды похож на законопроект Демократической партии по смешанной системе, который был зарегистрирован в 2013 году и подписан Владом Плохотнюком и Андрианом Ваш Кандо. вопрос ясен. Это все? Не смущает ли вас, господин Новак, что законы... Я понял вопрос, спасибо. Это говорит о том, что Инна Шупак вообще не читала этот закон. Это, потому как если бы читала этот закон, она бы увидела, может быть, да, есть ключевые принципы, как диспозитий, транзиторий, капитул УН, да, это и в книжках любых написано, и в любых законах. Итак, ваш ответ... Если руководствоваться по логике госпожи Шупак, то все законы в Республике Молдова, которые были приняты в течение 25 лет, все похожи друг на друга. Спасибо вам за этот ответ. На самом деле по содержанию они вообще не похожи. Если господа коллеги, депутаты, и вряд ли будут депутаты остальные, могу подарить вот один проект, чтобы вы прочли, пожалуйста, передайте им, чтобы вы прочли этот проект и скажите мне, чем он похож. Вот прямо сейчас перед людьми скажите, чем и где я похож. Прямо сейчас. Пожалуйста, скажите людям, чем похож. Не врите им прямо сейчас. Итак, ваш Прямо ответ сейчас понятен. скажите. Они не похожи. Вот вы ждете, если будет в конце времени, обсудим эти детали в неформальной обстановке, потому что президент... Нет, Мария, зачем врать так? Вот я передал проект. Есть У него регламент. проект, После дебата сделаем это. Господин Чубашенко, вы задавали вопрос? Вы задавали, господин Слесарь, вопрос? Пожалуйста. Господин Новак, Вам. депутату, в отличие от утверждений, что мы нечестны, что мы по-разному говорили об этом, я имею
информацию, которую может проверить в интернете каждый из тех, кто кричит и хлопает в ладоши здесь. 24 февраля 2017 года ваш нынешний лидер партии Зинаида Гречанова публично сказала, что Молдова не готова к изменению избирательной системы. 5 мая 2017 года, когда в первом чтении тандем Плохотнюк-Додон проголосовал, проголосовал в первом чтении за смешанную систему, господин Додон вышел к народу и сказал, что мы победили. Не прошла одномандатная система. Если Венецианская комиссия даст отрицательное заключение, останется нынешняя система. Если нет, будет смешанная. Прошло еще несколько недель, и господин Додон выступил и сказал, что... политическое выступление. Нет, у меня вопрос. Вне зависимости от того, что произойдет и что скажет Венецианская комиссия, мы проголосуем за смешанную систему. Так, я поняла. Мой вопрос. Почему вы врете? Я возьму по порядку и отвечу господину Слусарю таким образом. Насчет того, красный я или нет, лучше быть красным, чем голубым. Это одно. Второй момент. Касаемо проекта. Время идет. Теперь, наведите, пожалуйста, порядок, чтобы я смог ответить. Продолжайте, время идет, господин Слусарь. Теперь, касаемо проекта. Вы, если не можете сформулировать нормальный вопрос, я могу сделать это за вас и написать вам на бумажке, чтобы вы мне задали вопрос нормальный. Я не понял суть вашего вопроса. Вы сделали... Вы уже ответили. Политическое выступление сделали. Но позицию не меняли. Мы в своем проекте, чтобы вы знали, господин Чубашенко, партия социалистов еще в 2011 году предложила на своем съезде смешанную систему. Спасибо. В 2014 году такой ответ. господин... По системе выборов, пожалуйста. Господин Слусарь, я вас прошу, не перебивайте людей, которым вы задали вопрос, потому что вы у них... Нет, вы перебиваете их. Пожалуйста. И потом эта атмосфера переносится в зал. В 2014 году... Время истекло, господин Новак, пожалуйста. Вы ответили на вопрос господина Слусаря. Я это сейчас сделаю. Следующий вопрос может задать... Господин Чубашенко не задавал ни одного вопроса. И, пожалуйста, очень важное правило, мы не переходим на личности. Если батарейка села на микрофоне, есть новый, другой микрофон. Раз. Президент Додон... Кому вопрос? Нет, господин Чубашенко. Вопрос. Кому вопрос вы адресуете? Господину социалисту. И вопрос сам непосредственно. Новак сказал, что в 2011 году, президент сказал, что в 2014. Вы разберитесь там сначала между собой. Вопрос. Я тоже читал программу партии социалистов. Там действительно есть этот пункт о смешанной системе. Но там есть много других интересных пунктов. Например, конфискация незаконно нажитого при приватизации. Значит, налог на роскошь. И очень интересный пункт — денонсация соглашения об ассоциации с ЕС. В чем вопрос заключается? Вопрос. Скажите, пожалуйста, гагаузам, что важнее для партии социалистов? Денонсация соглашения с ЕС или введение смешанной системы? Для нас, господин Чубашенко, важно, чтобы наконец-то Ренат Усатов приехал домой и не парился на Рублевке. Если вы хотите профессионально по проекту, я могу ответить по проекту. А если вы входите в политику, я могу вам ответить по политике. Спасибо. Участники используют свое время на свое усмотрение. Может быть, у другой стороны есть вопросы. Но, пожалуйста, по проекту. Мы не забывайте, мы сегодня обсуждаем, почему нужно или не нужно менять. Вот напротив вас люди, которые считают, что этого делать не нужно. Может быть, стоит их что-то по теме спросить? Да, я, наверное, спрошу мою многоуважаемую коллегу Инну Шупак, потому что я считаю, что мы должны немножко перевести чуть разговор в более таком цивилизованной рамки. Уважаемая коллега, по проекту все опросы показывают, что более 60% населения хотят изменения избирательной системы. Все опросы показывают, что хотят напрямую влиять на избрание депутатов.
более половины местных властей хотят избрания этой системы. Более 12 общественных организаций этнического характера хотят изменения избирательной системы. Очень много общественных организаций хотят. Более 850 тысяч человек подписались за изменение избирательной системы. Скажите, пожалуйста, уважаемая коллега, почему вы против народа? Спасибо. Простите, я вынуждена это прервать. Это по проекту закона? Почему вы против народа? Это по проекту закона? Да, потому что народ хочет этот проект закона. Вот и все. Можно? Я отвечу. Я думаю, что люди делают свои выводы. Вы лоббируете смешанную избирательную систему, вы спрашиваете, почему вы против народа. Да, потому что народ хочет смешанную систему. Почему вы против проекта, то есть почему вы против народа? Итак, люди большинство поддерживают. Почему вы против? Я благодарю, Сергей Борисович, вас за вопрос и за возможность сказать следующее. Что все социологические опросы, вне зависимости от того, кто их заказывает, четко показывают, что не менее 85% граждан страны считают, что Республика Молдова движется в неправильном направлении. Не менее 70% граждан страны на соцопрос ответили, что они считают, да, это правда, что власть Молдовы сконцентрирована в руках одного человека. И мы, партия коммунистов, против введения смешанной системы, потому что мы считаем, что нужно менять власть. Вас, демократическую партию, а не избирательную систему. У нас еще 20 секунд. 20 секунд. Нет, мы не можем передавать время. Мы не можем передавать время, иначе мы сейчас придумаем новые правила. Господин Новак, вы вопрос хотите задать? Кому? Ну, давайте все-таки господину Чубашенко задам. Коротко, пожалуйста. Коротко, очень коротко. Я вам вот только что при всех передал проект закона о смешанной системе. Что вас конкретно, какой пункт смущает из этого проекта? Очень конкретно, спасибо. Отвечаю. Вы толкаете нас на ложную дискуссию. Вы предлагаете на... Продолжайте. Вы можете слушать или вы ржете только. Вы нам предлагаете выбирать из разных сортов балиги. Да? Вот эта балига помягче, потеплее, это по суше, потвердее. А мы не хотим вообще из балиги выбирать. И это сказано в решении Венецианской комиссии, что ваш консенсус только по поводу... пункт конкретно из проекта вас беспокоит, Я вам смущает? объясняю. Вы мне опять предлагаете в балиге ковыряться. Я не хочу в вашей балиге По-моему, вы это сейчас и делаете. Господин Чубашенко, что вас именно смущает в смешанной избирательной системе? Я ответил, эта система ведет к сохранению режима Плохотнюка. Мы против этого. Спасибо. Господин Слусарь, может быть, вы хотите что-то спросить? Господин Новак хочет, пожалуйста. Я задавал только один вопрос, господин. И больше не будете задавать? Нет, сейчас я хочу имени Шупак задать вопрос. Пожалуйста. Но вопрос. Вопрос. Мы с Инной Шупак много лет были в одной команде. Многие знают об этом, не скрываю, горжусь тем периодом. Да. Я сказал в команде, глупости не говори. Продолжайте. Вопрос ваш. В чем заключается? Мы в 2001 году, вся Гагаузия, 98% отдали за партию коммунистов. Владимир Николаевич... По смешанной системе выборов. Нет, я как раз приду к смешанной системе выборов. Мы тогда поддержали, были многие договоренности, обещания. И вот я вспоминаю один разговор, я не знаю, Инна помнит или не помнит, но это было в кабинете у Ирины Федоровны Влах. Вадим Николаевич Вечный, царство ему небесное, он был куратором по Гагаузии, мы часто собирались на совещания. Я тогда, как депутат Народного собрания Гагаузии, постоянно твердил позицию Гагаузского народного собрания, Гагаузского народа, что нам нужно представительство Гагаузии в парламенте и во всех ветвях власти. Задаю вопрос. Вы знаете, что ответил Мишин? Если мы вам сейчас Гагаузам дадим, захотят на севере украинцы, захотят болгары. Они конкретно не хотели давать Гагаузии возможность присутствовать в парламенте по квоте. Задаю вопрос Инне. Инна, почему продолжаете в этот курс? Борис Константинович, спасибо, что не забыли, что мы были действительно в одной команде. Вы знаете, я скажу так. Относительно представительства Гагаузии в парламенте, я напомню, чуть выше вы сами же признали, из песни слов не выкинешь. Да, кто бы как к нам не относился, и вы имеете на это полное право абсолютно, друзья, у вас может быть какие-то претензии за те ошибки, в том числе, когда-то, может быть, и партия коммунистов совершила.
Но 6 депутатов было от партии коммунистов. Нас никто это не заставлял, потому что мы понимали, что это правильно. Потом было 4, да? И я вам отвечу так. Скажите, если поставить на весы, кто сможет больше сделать? Депутаты гагаузы в партии, во фракции? Или 1-2 депутата гагаузских, которые пойдут под одномандатным округам? Я отвечу первый вариант. 1 депутат, 2 депутата гагауза по одномандатным округам смогли бы 40 миллионов леев привлечь на Камрадский госуниверситет или открыть Тараклийский университет? 1 депутат смог бы внести изменения в Конституцию о том, что Гагаузия является автономией? Это сделали мы благодаря депутатам гагаузам. Спасибо. Нет, никакие комментарии. Встав в президиум, вы согласились с систематическими с правилами этих дебатов. Комментарии не предусмотрены. Господин Чебашенко, вы задали меньше всего вопросов, и Инна тоже. По одному вопросу вы задавали. Вы задали 2 вопроса, господин Слусарь. Я вынуждена перейти уже вас поторопить, потому что мы превышаем время. Нет, у вас будет тогда 3-й вопрос. Пожалуйста, очень коротко. Очень короткий. Другому навыку. Скажите, пожалуйста, вы считаете это нормально, когда выбирается 1 депутат от одной партии, а потом эта партия получает большинство в народном собрании? Все понятно, это нормальная спасибо. система? Ваш ответ. Ну, вообще... У нас много было не по проекту с вашей стороны. Вообще, это, конечно, непонятно, что вы задали, и непонятно, что отвечать. Я хочу другую вещь сказать по этому вопросу. Если бы в Гагаузии не было в 1994 году единства и не раздраили бы нас и не растаскали по всем партиям, Гагаузия давно добилась бы своих полномочий. А нас растаскали, и сегодня мы вот здесь грыземся между собой. И есть уникальнейший шанс объединиться и обеспечить по одномандатной системе свое представительство и не 1,5 депутата, а потому что смешанная система дает 2, а полная одномандатная система даст нам 5 депутатов. Надо этого добиваться. Из-за вас, потому что вы боитесь. Спасибо вам. Мы, наконец, начинаем привыкать к регламенту. Господин Чебашенко, ваш вопрос. Вопрос Кому? господину социалисту опять. В проекте закона есть такой пункт, что кандидат в депутаты должен лично зарегистрироваться, да, для участия в выборах. Есть такой пункт? Вот вы спрашивали про Рената Усатова. Рената Усатый, он взял бы в Бельцах 80, 90, 100%. Но он, может быть, не сможет участвовать в выборах, потому что Плохотнюк с Додоном не хотят, чтобы он вернулся. Вы считаете, что это демократично? Предлагаю, может быть, мы все залом, хором все так, Ренату, позовем его, приходи домой. Может, мы попросим его? Считаете ли вы, что Но это демократично? это нормальное явление. А может быть, мы будем голосовать по скайпу, по... Как еще вам? Можно ответить По на вопрос? Вайберу. Это демократично или нет? На сегодняшний день ваш коллега Ренат Усатый говорит, что Рафик невиновен. Так пускай приедет, зарегистрируется, что ему мешает. Нет, Второй момент. Господин Чебашенко. Послушайте, Господин уважаемые. Чебашенко. Второй момент. Тот случай, вот то, что случилось с вашей партией в 2014 году, это исключает полную изоляцию политических сил вашей партии. Объясню почему. Если исключат партию с выборов, остаются те кандидаты, которые могут по одномандатным... Спасибо, время истекло. Им пойти еще как ваш независимые вопрос, кому или еще вы что-то. его адресуете. Время истекло, не могу ничего с этим поделать. Я вопрос еще не задавала господину Сырбу, Господин Сырбу, всем уже понятно, что международные партнеры Демократической партии против того, чтобы вы внедряли смешанную систему. И у меня в связи с этим такой вопрос. Мне на самом деле вот интересно, кому из команды Демократической партии пришла такая гениальная мысль, чтобы для того, чтобы заставить международных партнеров все-таки закрыть глаза на изменение избирательной системы, вы начали продвигать закон об противодействии антироссийской пропаганды и закрытию российских каналов. Ваш ответ. Я очень коротко отвечу. Во-первых, уважаемая коллега, в отличие от вас, я лично присутствовал на заседании Венецианской комиссии, и никто не против.
международные партнеры все одним голосом говорят, что выбор избирательной системы – это суверенное право любого государства. Это было четко сказано. Есть рекомендации, некоторые рекомендации критичные, кстати. Есть рекомендация, что в Гагаузии нужно давать конкретную квоту. Так вот, уважаемые друзья, мы исполним эти рекомендации Венецианской комиссии, и у Гагаузии будут квоты конкретные. И не так, как очень лживо говорит товарищ Слусарь, про 1,5 депутата. Это неправда. У вас будет как минимум 2 или 3 депутата только по одномандатным округам. Я не говорю сейчас о списках, потому что Демпартия доказала всегда, что у Демпартии всегда в списках были гагаузы. Только сегодня есть как минимум 3 депутата под списком. А вы представляете, что еще по одномандатным могут быть еще как минимум 3. Поэтому международные партнеры не против. Просто они нам порекомендовали некоторые Спасибо вам. Спасибо вам. Кто как читает рекомендации международных партнеров, это, наверное, остается на усмотрение политиков, потому что там есть и политические последствия. Я, к сожалению, вынуждена, мы посоветовались, мы вынуждены перейти к следующему. Вы задали 2 вопроса, господин Новак. К сожалению, если мы очень долго договаривались друг, но это нужно было делать до сих пор. Мы переходим к следующему этапу. Он заключается в вопросах, которые задаю я, а сразу после мы перейдем и к вопросам из зала. Но мне уже прислали вопросы из зала, и некоторые из них я включу в вопросы, которые я буду задавать вам. Итак, я задам каждому из вас по вопросу. И у вас будет что? Мы находимся на 11 пункте. Вот так. Мы так много времени провели вместе, что мне казалось, что мы уже приближаемся к концу, но на самом деле нет. К сожалению, я еще не буду задавать вам вопросы. Я хотела приступить к... Господа, Татьяна помогла мне. Пожалуйста, давайте также оперативно. Вторая панель заключается в аргументах. Сфокусируйтесь на аргументах, почему нужно менять избирательную систему. Мне кажется, мы приблизились к сути и можем начать наконец-то нормально работать. Господин Сырбу, делаем то же самое, что делали в первой части. По 3 минуты на каждого, вы читали регламент, на каждого участника, для того, чтобы объяснить людям в зале в первую очередь, что изменит в жизни их изменение избирательной системы с нынешней на смешанную, а в вашем случае, что изменит сохранение нынешней избирательной системы. По 3 минуты, и давайте сделаем. Да, спасибо, уважаемые друзья. Очень коротко. Во-первых, я думаю, что вы все стали свидетелями о том, что аргументов против изменения избирательной системы вы не услышали сегодня. Вы услышали много прямой атаки, естественно, на Демпартию. Ну, понятно, это уже риторика не новая. А конкретно по проекту практически не было ни одного аргумента против. Почему они против? Потому что они боятся. Трусы, одним словом. Что касается плюсов и минусов. Во-первых, смешанная система. Очень просто. Половина депутатов будут избираться по партийным спискам, так как избираются сейчас, чтобы не было той субпредставительности партийных. Да? То есть даже маленькие партии смогут по спискам в парламенте пройти. Но то же самое мы должны не забывать, что в партийных списках вы, народ Молдовы, не решаете абсолютно ничего. Вы не можете никак повлиять на лидеров партии, чтобы они включили, например, представителя Гагаузии или другого представителя. Вот представьте, как вы пойдете в Москву, найдете Рената Усатова и попросите его включите того представителя в ваш список. Никак. Естественно, это абсолютная ложь. Поэтому мы, и прошу, чтобы 51 депутат были избраны по 51 одномандатному округу. То есть, очень просто. Буквально 5 человек, инициативная группа, может собрать 400-500 подписей и зарегистрировать своего кандидата, вашего кандидата. Может быть, из этого зала будет минимум 2 или 3 кандидата, и вы сможете лично стать депутатом от вашего округа. Или вы поддержите того, кого вы знаете и кому доверяете. Вот в чем серьезный очень плюс этой системы. Потому что, с одной стороны, остается пропорциональная система 50 депутатов, которые оставляют в силу партийную систему, и 51 округ. Вы лично выбираете своего депутата. И это вся манипуляция, что эта система может
кого-то дать больше преимущества одной стороны или другой, потому что именно вы, народ Молдовы, выберете депутата, а не другой лидер партии, поэтому у них просто-напросто нет других аргументов. И эта смешанная система действует и в Германии, эта система действует и в Венгрии, и в Литве, система, и в Японии, и во многих других цивилизованных странах. И такая система позволяет, чтобы приблизить депутата к народу, для того, чтобы он отвечал лично перед своим округом. Если он не сможет ответить за свои проступки, то тогда на следующих выборах его просто-напросто не изберут. Поэтому смешанная система представляет собой, и господин Мануэль подтвердил, преимущества и недостатки обеих систем, потому что в мире нету лучшей избирательной системы. Есть только системы, которые подходят для конкретного государства в конкретный период времени. Еще раз хочу сказать, что большинство народа Республики Молдова... Спасибо вам, господин Новак. Если бы было бы хорошо, если бы вы говорили не о оппонентах, а непосредственно о проекте закона смешанной избирательной системы. Ну, касаемо проекта уже будем повторяться, потому что суть того, что будем повторять 5 раз, оно не меняется. Слушали, в первой части было, почему сейчас, а сейчас почему нужно. По проекту, то, что не было сказано. Пожалуйста. Вот многие говорят о политическом консенсусе. Уважаемые друзья, политический консенсус, я не знаю, если будет когда-то в этой стране, но это не значит, что мы не должны развиваться. Но с другой стороны, мы должны слушать или нас должны держать в заложнике кто? Наша партия с 5%, или платформа ДАС с 4%, или тот же ПКРМ, сколько у него, тоже 3-4. Итого 12-13%. Нас что, должны держать в заложники? Во-первых, менять избирательную систему хотят люди. И это далеко, это не 12%, это намного больше. Это показывают те же опросы, на которые ссылаются вот мои коллеги слева. Дальше. Почему настаивают на нынешнюю систему эти коллеги? Вот скажите мне, уважаемые, вы из зала, кого вы знаете еще из нашей партии? Да, есть там вот Ильян Кашу, по-моему, все его знают, Чубашенко, Усатова, а дальше? Смешанная система выборов. Вот, поешь, может быть, да. Нет. Теперь то же самое по платформе. 2-3. Поэтому они хотят потянуть паровозиком, скажем так, вагонами и другие, скажем так, неизвестные личности, которые будут прятаться в этих партийных списках. По-моему, пришло время, чтобы на сегодняшний день люди знали каждого кандидата в депутаты в лицо. Если мы будем так дальше продолжать, а мы видели, что при нынешней системе произошло, то есть на сегодняшний день парламент вот как-то вот так, наизнанку уже, непонятно сколько групп, фракций и так далее. Менять систему под каждый... Естественно, каждый из нас может сказать что угодно. Кому-то нравится эта система, кому-то другая система, но эти системы, они работают по-разному в разных странах. Мы увидели, как работает нынешняя система. По-моему, пришло время уже воплотить в жизнь систему, которая работает в России. Работает довольно хорошо, и не только в России. Поэтому говорить я на сегодняшний день не услышал. Я задал вопросы конкретно по проекту. Я не услышал конкретного ответа, что их возмущает из проекта. Я не услышал, я даже понял, что эти господа даже не читали этот проект. Они возмущаются непонятно почему. Во время истекло. И для вас 3 минуты, чтобы вы сказали, а вы именно для этого хотели быть здесь, почему вы поддерживаете... Вот сейчас мы вернемся к тому, от чего мы ушли. Не нужно этого делать, господа. Я понимаю, но тут у всех душа болит. Я понимаю. Смешанная избирательная система, что изменит в жизни граждан? Вы считаете, что она нужна? Я что еще изменит? раз встану и представлюсь.
я представляю общественное объединение «Новая Гагаузия». Во главе задачи нынешнего, курса общественного объединения «Новая Гагаузия» стоит первое. Самый главный приоритет для Гагаузии – это интересы Гагаузии, а не интересы партии. Интересы Гагаузии превыше интересов любой партии. Что на сегодняшний момент происходит? Гагаузия растаскана по десяткам партий. Грыземся между собой. И если бы такая ситуация была, как я говорил, в 1994 году, никогда бы Гагаузия как автономия не состоялась. И сегодня продвижение Гагаузии вперед из-за того, что растасканы по партиям, замедляется и неэффективно. Сегодня вообще-то нужна не смешанная система, а только одномандатная система. По одномандатной системе Гагаузия будет иметь 5 мандатов. Сегодня смешанная система сделана для того, чтобы на уступки пошли в той части населения Молдовы, чтобы уже на переходный период, чтобы не было конфронтации в обществе. Поэтому смешанная система, она временно, как переходная, прогрессивно будет одномандатная. Гагаузия от этого выйдет и Молдова. Почему боятся эти партии? Потому что при одномандатной и даже смешанной системе эти сателлиты партий, которые ничего не весят, в обществе уйдут в небытие. Нам не нужно 40 партий. Как прогрессивный западный мир, так в России есть крупные несколько партий. Пожалуйста, пусть они конкурируют. А эти мешают под ногами только. Поэтому они боятся. Главное понимать не почему кто-то боится, а почему кто-то хочет. К сожалению, это тоже не звучит. Итак, почему нет, господин Слусарь? Что это что мы изменит боимся жизни граждан? или не боимся, вы это увидите. И на любых выборах, какие бы ни были, мы никогда никого не боимся и будем бороться. И мы встретимся в следующем парламенте. А может быть, с демократами и не встретимся. Я думаю, что не встретимся. Да-да-да. Теперь я буду говорить, даже если вы будете громко хлопать и кричать, я буду говорить только по проекту закона, чтобы доказать, что я его очень хорошо читал. Этот парламент, который будет выбран по смешанной системе, и вы сейчас, те, кто кричите и шумите, вы в этом убедитесь очень скоро, если эта система пройдет, он будет абсолютно непредставителен. Об этом уже сказали. Выборы пройдут в один тур. 40 партий. Куча независимых кандидатов. Выигрывает тот, кто получает простое большинство на 5 или на 7 голосов. Из 20-30 кандидатов может выиграть тот, кто получит 7, 8, 9%. Остальные 90% не будут представлены в парламенте. Скажите тогда, это будут ваши депутаты? Это не будут ваши депутаты, это будут депутаты 9%. Дальше. Будет сильная коррупция, которая сейчас очень сильна, но будет еще больше. Потому что в 50 округах нужно будет провести своего депутата. Для этого достаточно плюс 50, 60, 70 голосов дополнительных. Достаточно будет найти 50-100 человек, купить, и можно решить судьбу 50 депутатов. Более того, за эти 50-70 голосов можно будет подкинуть в урны для того, чтобы получить своих 50 депутатов. Политическая коррупция достигнет своего апогея с этой новой системой. Более того, эти депутаты в парламенте, они тут же, не имея никакой базы, кроме как 5-7 тысяч, они попадут к самому сильному олигарху, у которого будут деньги. И вам они будут оправдываться, что мы хотим вам построить здесь дорогу, поэтому вынуждены дружить с Плохотнюком. И они будут сидеть в приемной Плохотнюка, они будут заниматься законотворчеством. И будут заниматься не тем, чем должны заниматься примары и советники. Примары и советники с полномочиями, которые им нужно делегировать, они должны заниматься вашими проблемами, а не 50 депутатов. Главное, то, что не сказал господин Новак. Не будет решена проблема приднестровских депутатов. Я об этом уже четко сказал Канду. 5 мандатов, которые предусмотрены для Транснистрии, их не будет. Будет не 101, а 96 или 97 депутатов. И непонятно вообще, какое будет большинство. Диаспора, ваши сограждане в России будут лишены во многом голосования по одномандатным округам. Потому что уже сказали, 1 миллион человек за рубежом, но этот миллион, уже насколько мы поняли от господина Канду, максимум там будет тоже открыто 2 округа по предварительной записи. Никто не будет делать предварительную запись. Поэтому это невыгодно и вашим гражданам, которые будут за рубежом. Спасибо, на этом все. Инна Шупак. Уважаемые друзья,
Вы знаете, я хочу сказать, что я уважаю людей честных, порядочных и принципиальных, вне зависимости от их идеологии и политических воззрений. Я уважаю тех, которые не продаются, не предают, не вонзают нож в спину. И я когда задаю себе вопрос, а смогут ли такие люди, неудобные кому-то, попасть в парламент по одномандатным округам? И мне кажется, что очень сомнительно. Вы знаете, здесь в зале я вижу знакомое лицо, многие знают этого человека, кто-то может иметь какие-то споры с этим человеком, но мне кажется, нельзя не уважать ее за вот эту вот порядочность, и несмотря на всякие дела, то, что человек остается верен своим принципам. Это Анна Трофимовна Братунова, которая была кандидатом в округе номер 1 на Туканяске. И вы знаете, друзья, что мне кажется странным, а вы не задавались себе вопросом, как получилось так, что в номере 1 округ в бюллетене во втором туре был всего 1 человек. Вам кажется это демократичным? Это не является тоталитарным режимом? Мне кажется, что да. Такого нет нигде. И они это хотят сделать по всей стране. Я не согласна. Если вы согласны, пожалуйста. Но потом не говорите, что мы вас не предупреждали. Вам кажется нормальным, что молодцы 5 марта, люди на Туканяске, которые ногами проголосовали и бойкотировали эти выборы. Выборы не состоялись. ЦИК признал их несостоявшимися. 71 голос не хватил для того, чтобы было 33%. И что? На второй день приходит судебная инстанция и говорит, что выборы состоялись. Единственный кандидат в бюллетене прошел и стал депутатом Народного собрания. Почему? Потому что кто-то неудобен. Вы можете по-разному относиться. А кто-то удобен. И эта система апробирована, это создан прецедент. И так будет и дальше. Поэтому, друзья, давайте мы с уважением будем относиться к точке зрения друг друга. Но давайте мы будем понимать и говорить нет деньгам, нет кулькам, нет солеям. А это, они хотят, чтобы это работало на одномандатной системе. Уважаемые друзья, в других странах, везде, в Грузии из 73 одномандатных округов 71, 99,9% получила партия власти. Демократы за счет этого хотят рулить дальше. Время а этого истекло. допустить нельзя. Господин Чебашенко, ваша очередь. У господина Чебашенко есть 3 минуты для того, чтобы выразить свою позицию. Вы видите, есть люди, которых мы потревожили. Вот как они взбаламутили этот зал, так они хотят взбаламутить всю республику. Господин Чебашенко по проекту. Водораздел понятен. По ту сторону баррикады демократы и социалисты, Плохотнюк и Дадон. По эту сторону баррикады реальная оппозиция. Я, в отличие вот от тех депутатов, не юрист, но я читал Конституцию, и там написано, что ни один политик, ни одна политическая партия не может говорить от имени народа. Поэтому просьба не говорить больше, что народ хочет, народ разберется сам. За Дадона проголосовало 28% от всех избирателей. Он не всенародно избранный президент. Для чего они хотят сократить эту систему? Я вам приведу всего лишь несколько примеров. Вчера утром чартерный самолет Boeing люкс-класса, аренда которого стоит $17 тысяч в час, взял курс на Брюссель. В самолете сидели Плохотнюк, Канду, Филипп, Галбур и другие члены правительства. Это коррупция. В любой стране мира за такое уже бы возбудили уголовное дело в прокуратуре. Целый день этот самолет стоял там. Другой пример. За полгода Как Дадон... это относится к смешанной системе выборов? Политическая мотивация, почему мы против? За полгода мы против коррупции, а эта система сохраняет коррумпированный режим. За полгода Дадон
отдохнул в Сочи 2 раза, это тоже 2 раза, да, его право, но он должен отчитаться, на какие деньги он это сделал. Они не отчитываются, откуда они берут деньги и как они тратят эти деньги. Это коррупция. В Германии президент ушел в отставку только из-за того, что там 500 евро неправильно взял в банке. Они хотят сохранить этот коррумпированный режим. Гагаузия вас обманывает, ничего вы не получите. Не будет никакой квоты. Если в Гагаузии 120 тысяч избирателей, здесь будет 2 мандата. Не может от Бельс на 120 тысяч избрано 2 депутата, от Гагаузии не может быть 3-4, это незаконно. Они вас обманут. Все равно здесь будет 2 округа, и все равно будет 2 депутата. В Приднестровье. Да, можно избрать кого угодно из Приднестровья, найти каких-то людей, но они не будут приднестровцами, потому что приднестровские власти, они не откроют там избирательные участки. Надо там открывать избирательные участки, чтобы люди представляли Приднестровье. Господин Новак, вы нарушаете правила, Непонятно, как они нарежут эти округа. Они уже их нарезали, они распределили кандидатов. Ну, например, вот здесь сидит мэр Бессарабки Валентин Чепеш. Бессарабка не будет представлена в парламенте, потому что ее присоединят к Чемишлии, а там по-своему проведут выборы. Мне нравится, когда люди замечают, что кто-то говорит не по проекту, но сами по проекту они не говорят. И тогда мы придем к двойным стандартам. Нет, просто Вы говорите смотрю, по проекту, господин Новак. есть просто предложение. Мы Я смотрю, переходим мы к с начала следующему дебатов туру. мы по проекту Мы ничего не переходим говорим. к следующему туру в данном случае, и мы тогда... Может, мы перейдем на политические дебаты, так как... Вы высказали свою позицию, вы использовали свое время, будем двигаться дальше. После дебатов, господа, вот после дебатов, когда все это завершится, вы зададите друг другу любые вопросы. Мы переходим еще раз к раунду, когда вы можете задать вопросы друг другу. Пожалуйста, если у вас нет вопросов, я вас очень прошу, если у вас нет вопросов по проекту, откажитесь от своего права задавать вопросы, потому что если вы будете начинать задавать вопросы не о том, я буду вынуждена вас прервать. По проекту у вас нет вопросов, по проекту. Вы уже задали свои вопросы, у вас по проекту есть вопросы. Очень хорошо. Пожалуйста, очень коротко, в течение 10 секунд, если можно, иначе мы не завершим это. И ответ, пожалуйста, чтобы вписывался во время 1 минуты. Кому вопрос? Вопрос господину Чубашенко. По проекту. По проекту. Почему он врет, что Это невозможно не по проекту. открыть избирательные округа для жителей Левобережья, потому как... Вот он сейчас только что нагло обманул вас. В проекте написано, что округа открываются на правом берегу, контролируемые нашим государством. Почему? Итак, вы говорите, можно открыть в Приднестровье. Господин Это в проекте Чубашенко говорит, написано. нет. Вы знаете, почему? Мария, секундочку, это написано в Ваш проекте. вопрос. Вопрос. Почему господин Чубашенко говорит, что невозможно будет открывать округа, Когда в проекте так как в проекте написано, что они будут... Господин Чубашенко, у вас Да мало ли что максимум написано в вашем проекте, этого не будет. Я отвечаю. Вот мой отец из города Григорьополь, да, я очень хорошо знаю Приднестровье, у меня родственники там, я с ними общаюсь. Никто не разрешит вам открыть избирательные участки в Григорьополе, в Дубасарах, в Тирасполе. Если вы откроете участки на этом берегу, это не будет... Господин Чубашенко объясняет для тех, кто в танке. На территории Республики Молдова открывается. Дом Новак, это не входит в регламент. У меня есть еще 25 секунд. Я вам скажу, товарищи, я вам скажу, зачем это делается. Конституционный суд не признает мандаты депутатов от Приднестровья. Где-то 6 депутатов, останется 95 депутатов. Большинство от 95 это 48. 48 Плохотнюку будет легче сколотить, чем 52. Спасибо. Есть еще вопросы по проекту? Но по проекту, господин Сорок, обещаете? Могу вам свой дать. Алло. Да, Прекрасно. работает. По проекту. Господин Слусар, заскучал, у меня вопрос к нему. По проекту, конечно. Вот сегодня по нынешней пропорциональной системе нашим гражданам, которые проживают за рубежом, их очень много, и в России, и в Европе, сегодня
у них нет никаких возможностей быть представленными на самом деле в парламенте сегодня. Мы предлагаем в нашем проекте как минимум пару, не знаю сколько будет, посмотрим, по квоте, чтобы наша диаспора была представлена, и от диаспоры были избраны собственные депутаты и от России, и от Европы, именно по смешанной системе. Скажите, пожалуйста, зачем вы ратуете против того, чтобы наши граждане за рубежом были напрямую представлены в парламенте Республики Молдова? Что плохого сделали вам наши граждане за рубежом? Вот первая часть была супер, вторая лишняя. Господин Слушев. Господин Сырбу, ваш спикер парламента Канду, когда его спросили, как будет осуществляться процесс регистрации и нарезания округов для диаспоры, он сказал: мы сделаем предварительную регистрацию всех избирателей. Напомню вам одну цифру. В 2016 году на президентских выборах по предварительной регистрации ЦИК зарегистрировалось 4 с чем-то тысячи людей из всего миллиона населения, которые выгнаны за рубежом. Проголосовали на президентских выборах 138 тысяч. Значит, по логике господина Канду зарегистрируется 7-8 тысяч и будет сделан один округ для диаспоры. Сейчас 138 тысяч, дальше может быть 200, 300 тысяч человек из диаспоры могут проголосовать на любом избирательном участке. То, что вы предлагаете, это максимум 1 или 2 округа. И помните, больше 2 округов диаспоре не дадут. А сейчас они могут голосовать в огромном, большом количестве. Спасибо, и могут даже 500 000 голосовать. Еще есть вопросы по проекту, реплики, к сожалению, если не позволите, я уважаемому господину Слусарю хочу... Реплики не предусмотрены, вы сделаете это после дебатов. Domnul Sârbu, asta este în afara regulamentului. Dacă nu l-ați citit, nu este problema noastră. Domnul Sârbu, nu. Нет. Организуйте дебаты, пригласите нас, мы, возможно, придем. И вопросы по проекту, если у вас есть, у вас же их не было. По проекту. По проекту. 10 секунд, уважаемые друзья, 10 секунд. Я короткую реплику. Не нужно меня... Господин Слусарь, просить меня... со всем уважением к вам. Вы очень хороший специалист, но, наверное, не специалист избрать нам право. Господин Сырбу, вы нарушаете регламент. Покажите пример демократии, соблюдения правил. Все. Да, уважаемые друзья, я хочу прочесть. Ваш вопрос, господин Сырбу. Отключите господину Сырбу микрофон, потому что он нарушает регламент. Ваш вопрос, господин Слушев. Все, ваш вопрос по проекту. Не нужно. По проекту. У меня вопрос к обоим депутатам, очень короткий. По проекту, господин Слушев. По проекту. Если в Транснистрии не будет открыто, и не будут голосования, и не будет 4-5 депутатов выбрано от Транснистрии, про что говорит господин Новак, вы готовы сдать свои мандаты депутатов? Все, вопрос ясен, ответ. Позвольте, я отвечу очень коротко. Во-первых, короткая реплика, позвольте, потому что была абсолютная ложь. Есть регламент, господин Сырбу, соблюдайте его. Отвечайте на вопрос. Уважаемые друзья, время идет, кстати. Предварительная регистрация, она факультативная и только для того, чтобы мы знали, сколько приблизительно избирательных участков открывать за рубежом. А избиратели, все, которые придут, вне зависимости от зарегистрироваться или нет, смогут за рубежом голосовать. Поэтому еще раз посмотрите, насколько лживо и спекулятивно пытаются вас обманывать. За рубежом все смогут проголосовать, и у диаспоры будут свои депутаты в парламенте Республики Молдова. Все. Спасибо за лаконичность, большое спасибо. Могу ответить? Вопрос есть по проекту. Пожалуйста, по проекту. Вы не получили? Если господин Слусарь, вот тут соглашусь с Сергеем Сырбу, если господин Слусарь был бы настоящим профессионалом и хотя бы хоть чуть-чуть разбирался, что такое право, он бы знал, что мандат тогда истекает, уважаемый. Вы о чем говорите? Слушайте или нет? Теперь вы по-моему, как и Чупашенко, не читали этот проект, поэтому и заблуждаетесь. Я вам советую хотя бы прочтите его, потрудитесь чуть-чуть. Ваш ответ ясен. Читайте этот проект, а то вы не можете ответить на элементарные вопросы из проекта. Можно остановить время, потому что ответ исчерпан. По проекту есть вопросы? По проекту. Вы каждый раз говорите мне «да» и каждый раз делаете наоборот.
Я хочу тоже реплику сказать. Реплики Они кричат, не по теме, вы им замечания не делаете. Не реплику. Что вы сказали? Когда они кричат не по теме, вы им замечания не делаете. Я еще микрофон не взял, вы мне делаете замечания. Ко мне. Я делаю им замечания, но вы их не замечаете. У меня есть вопрос. У меня конкретный вопрос. Кому? Господин Один Чебашенко. можно? Одного человека. Быстро, пожалуйста. Нет, господину Чебашенко и господину Слосарю. Кроме Инны Шупак. По проекту. Да, по проекту, я бы уже закончил бы. По проекту. Кроме Инны Шупак, эти двое господ постоянно, значит, льют грязь на действующую власть и на президента. Вот их хобби. Теперь я задаю вопрос. Если убрать вот этот мусор, который они навивают сюда и сыпят, и в сухом остатке останутся выборы по партийной системе, на чем они настаивают, а не на смешанной, наш гагаузский избиратель, проголосовав за ваши партии, что выиграет? Это было по проекту? Простите, я уточню. Что в данном случае по проекту? Что гагаузский избиратель выиграет, если поддержит эту систему? Что выигрывает? Ну, этот вопрос допустим. Сохраняя нынешнюю систему, что выигрывает Гагаузия? Я не знаю, кто сейчас тормозит принятие законов. Вот есть пакет законов по Гагаузии. Не демократы, да? Не демократы тормозят законы по Гагаузии в парламенте. Демократы тормозят законы по Гагаузии, которые бы развивали положение закона об особом статусе Гагаузии. Мы бы этого не делали. Что Гагаузия сохраняет при нынешней системе? Об этом был вопрос. Что выигрывает депутаты парламента, избранные по нынешней системе от Гагаузии, защищали бы в том числе интересы Гагаузии, даже если бы они не были гагаузами. Молдаване, русские, украинцы, как это делали? Господин Сыгу, я попрошу вас покинуть президиум, если вы не прекратите вести себя неподобающим образом. Само собой, там будет несколько гагаузов. Это само собой разумеется. Но и другие. Это не нужно здесь делить на национальности, какой-то расизм проводить, чтобы иметь фракцию гагаузскую. Мы бы просто защищали интересы Гагаузии. Спасибо. Вам нравится этот базар? Нравится? Вам нравится этот базар? Потому что вы заметили, что мне сложно работать в этой части зала. Потому что вы постоянно перебиваете участников. Мы же не в цирк собрались. Василий Савович очень хорошо знает мое отношение к Гагаузии. Он знает, я здесь был с 89-го года, и мы с вами хорошо знакомы. Об этом после. Вы сможете спросить все, что угодно после. Мы переходим к вопросу. Если можно, Мария, да, и просто вопрос был со стороны Бориса Константиновича, но он, возможно, превратно понял мои слова, потому что он интерпретировал, что кроме меня остальные в этом фланге критикуют, а я нет. Критика и Демпартии, и... Это вопрос, это комментарий, что это? Во-первых. А во-вторых, ответ на вопрос. Если мы остаемся при нынешней системе, партийной системе, то выиграет не только Гагаузия. Вместе с Гагаузией выиграет вся страна. Потому что только при этой системе есть шанс и есть свет в конце тоннеля, чтобы избавиться от тех, которые сделали концессию 40% территории страны, в том числе Гагаузии. Депутаты что, те, которые вас представляют, смогли что-то сделать? Нет. Если останется партийная система, и мы уберем Демпартию, то мы никогда не будем проводить закон об антироссийской пропаганде, который предусматривает закрытие российских каналов. Никогда. Поэтому давайте это делать вместе. Это не относится к теме. Мы вынуждены... Да, сейчас придем, но нужно навести порядок, потому что так невозможно работать. Дождитесь, пожалуйста, 15 минут, и вы зададите вопрос. Я задам быстро... Дайте, пожалуйста, один экземпляр регламента, если у вас есть. Есть? Свободно. Я с вами согласна, но тормозится процесс из-за того, что существует определенный уровень хаоса.
шуметь не будет. Если есть тема по Вставайте, я хочу поговорить с вами при всех. В первой части я не могла не делать некорректно свою работу, в том числе и в этой, потому что есть регламент один на всех. Есть время, есть вопросы. Я сбиваюсь, потому что вы постоянно создаете какие-то импульсы, абсолютно лишние. Обязательно. Я вас не отчитываюсь, поэтому сюда пригласила. Говорите, что вас не устраивает. Значит, я прочитал вашу статью, в вашем уставе в том числе говорится о том, что вы должны объективно отражать мнение вот этих господ, для того, чтобы людям было понятно и доступна тема этого разговора. И моя к вам просьба, ведите эту работу профессионально и объективно. Если кто-то говорит не по теме, значит закройте микрофон, так как делать это для обеих сторон. Если мы говорим о избирательной системе, не надо говорить о концессии и о всем остальном, потому что люди пришли сюда не для этого. И моя к вам просьба, я как представитель гражданского общества здесь, в этом зале, прошу, чтобы вы объективно подходили ко всем вопросам. И вот этот хаос... В чем заключается моя необъективность? Поправьте меня. Необъективность заключается... Люди уходят. Нет, поправьте меня. В чем заключается... Вот здесь творится хаос и бардак. Если бы вы изначально объяснили правильно регламент вот этим господам, и они поняли бы, что говорить нужно по теме, а не поливать грязью с утра до вечера одного и того же человека, если бы говорили все по теме, люди бы не уходили, хаоса бы не было, и шума бы не было в этом зале. Вот это мой личный комментарий. Эти люди прочли регламент, и моя задача, можно я тоже скажу, господин Дудник? Мария, то, что люди из зала уходят, говорит о том, что людям что не им интересно. жарко. Людям не интересно то, в каком формате проходит это Мне мероприятие. лично жарко, вам нет? Послушайте, моя работа в качестве модератора заключается, чтобы следить за тем, как соблюдается время, как вы в том числе не нарушаете динамику разговора, и, к сожалению, вы мне сегодня действительно мешаете. Мне очень жаль, что депутат парламента на собственном примере... А в чем мое мнение заключается? Вот все, во всем. У вас сегодня только одного в одну сторону программы. Я не буду с вами спорить. Это бессмысленно. Я согласна с вами, но я с вами не могу согласиться в вашей оценке, поэтому мы продолжим. Нет, є інтердибер Юнупотлухра хочеться. Мы попросили вас соблюдать тишину и порядок, и уважать нас как организаторов. Еще, можно вас попросить выхода? Почему? Потому что вы мешаете. Вот вашим поведением. Можно вас попросить выйти, успокоиться и потом прийти. Вы немножко переборщили. Вы мне не помогаете. Садитесь, пожалуйста. Вы садитесь. К выходу, пожалуйста. На выход. Мы будем... Еще раз. Я вызову полицию. Ну, действительно. Или вы прекращаете. Вот пусть какой человек хочет слова. Сначала, подождите, но не слово, а вопрос, правильно, к людям, которые в зале. Сначала вы, а потом еще есть один человек, а потом вы. Вот, и будем занимать очередь. Представьтесь, пожалуйста, можно микрофон. Кому вы конкретно задаете вопрос? Я буду держать микрофон. Ну, пожалуйста, это уже неуважение. Уважаемые друзья, мы сегодня внимательно выслушали обе стороны, за и против. Мой вопрос к вам, господа, правого сектора. Вы сегодня нас убеждаете, что мы поддержали пропорциональный вариант, систему.
Вы ответьте, пожалуйста, на такие вопросы. Вы даете гарантию народу Гагаузии, что они будут пропорционально представлены во всех ветвях власти Республики Молдова? Второй вопрос. Почему за 23 года существования гагаузской автономии не были обеспечены права народа Гагаузии быть представлен во всех ветвях власти? Я здесь, чтобы было понятно всем здесь присутствующим, комментирую буквально в некоторых моментах, чтобы вопросы вам были ясны. За 23 года существования гагаузской автономии мы отстаивали, коль мы составная часть Республики Молдова, что мы представлены были пропорционально каждой ветви власти, начиная от парламента, правительства, министерства, ведомства, посольства, консульства, Генеральной прокуратуры, Конституционного суде и так далее. Где наша доля? Где наше место в этом государстве? Сегодня шанс, сегодня шанс, чтобы гагаузский народ определил свою судьбу. То есть делегировал своих представителей, которым он будет доверять и которые будут отстаивать его права и интересы. Ответьте, пожалуйста, на мои вопросы. Я благодарю вас за этот вопрос, и судя по тому, как вы его задаете, я прекрасно понимаю, что вы его задаете, потому что у вас действительно болит. Болит и за страну, за родину, за Гагаузию, за гагаузскую автономию. Я хочу вам сказать, что, вы знаете, я не люблю бросаться такими большими словами, гарантии и так далее. Слишком часто бывает, да, что кто-то с высоких трибун, либо чтобы получить больше голосов, говорит, что, даю гарантии, а потом приходит садиться в кресло и завывает. Я вам хочу сказать только, что когда будет партия, вы сможете с партией спросить, вам что-то не понравилось, вы на следующих выборах за нее не проголосовали. А когда будет один депутат, он придет к вам и скажет, вы простите меня, я один, а их 100, да, будут 3, будет 5. А он скажет, а их 96, я не смог. И что вы сможете сказать, уважаемый мой дорогой коллега? Спасибо. Поэтому партии смогут решить и сделать. А вам, если не понравится, то вы скажете... Спасибо, время истекло. Время истекло, у нас есть еще вопрос. У нас не встреча с избирателями, к сожалению. У нас дебаты по смешанной системе. Вопрос по смешанной системе. Внимание, внимание. Не нужно этого делать. Я как простой советский гагаuz Вас не слышно. заявляю, что участие... Сначала можно? Мы вас не слышали. Я как простой советский гагаuz участие в предстоящих выборах в парламент Республики Молдова, где такая харагюра, участие не буду принимать, если Гагаузии не будет представлена квота из 5 мест в парламенте Республики Молдова. И предлагаю всем это сделать, и только тогда, если парламент примет парламентским решением о том, что Гагаузам предоставлено 5 мест в парламенте, только тогда выйдем на голосование. Да здравствует Гагаузия, да здравствует... А вопрос кому вы адресуете? Есть какой-то вопрос или это просто комментарий? Я выражаю огромное, большое спасибо Промолекс за организацию. Прекрасный ведущий, который хорошо вела, несмотря на какие-то такие выкрики там и так далее. Не нужно, это лишнее. Спасибо вам большое. Мы поговорим после. Спасибо. Вопроса не было, я так понимаю. Есть ответ, да, то есть к этому, да. Я могу ответить, если вы мне позволите. Сейчас вы следующий. Можно? Да, я отвечу очень коротко. Вы ничего не хотите, вы просто хотите квоту для гагаузов в парламенте. Уважаемый, я очень коротко отвечу, я вас полностью поддерживаю и вам скажу, что квота в 5 мандатов от Гагаузии, она возможна при 100% на мандатной системе. И мы вам обещаем, что если не в 2018 году, то в 2022 году мы вернемся к полностью одномандатной системе, и у вас будет не 5, а 6 гагаузов. Верная система. Если у Ирины еще есть комментарий, коротко. Вы видели, что ответ на ваш вопрос был нет, в 2018 году квоты в 5 депутатов не будет. Но я вам хочу сказать следующее. Вы сказали интересную вещь, что вы готовы голосовать ногами, то есть бойкотировать эти выборы, если ваше требование не будет совершено. Так вот именно поэтому
Проект совместный демократов и социалистов предполагает, что выборы по одномандатным округам будут только в один тур и без порога явки, потому что они предполагают, что вы не придете, вы можете не прийти, потому что вы будете недовольны, а второго тура не будет. Вы понимаете, почему? Потому что во втором туре остальные могут сгруппироваться против кандидата Демпартии и социалистов совместного, а они хотят сделать так, чтобы в первом туре кто набрал я 5, он 3, 2, и он с первого тура выходит. Это неправильно, правильно? Поэтому мы в том числе говорим, что этот проект не должен пройти. Спасибо вам. Леонид, про квоту 5 человек. Если бы не господа слева, изначально была 100% одномандатная система, вы претендовали. Из-за них сейчас вынуждены на смешанную. Временно пока. А на самом деле уже было бы 100% одномандатное, мы имели 5. Они против. Ваш вопрос, господин У Буркаши. меня два вопроса. И хотел бы, чтобы ответили и кто за, и кто против на него. Только коротко, можно, Коротко, а то очень. всем не хватит. Продолжение вопроса, что говорил. Мы всегда выступали, вот Борис Константиновичем были в комиссиях еще, когда коммунисты были в большинстве, господин покойный Мишин руководил, мы всегда выступали, есть подписано, что Гагаузия требовала и требует политическое представительство, как политическая автономия, 5 депутатов с правом вето по вопросам, касающимся интересов Гагаузии. Без второй части, до лампочки, сколько вы нам обещаете, господин Сыргу, 6, 10, до лампочки. Мы были в других автономиях политических. Там меньше, там есть 3, 2, но с правом вето по вопросам, касающимся интересов той автономии. Кому вопрос? Я сказал, подождите, Борис Константинович, это первый вопрос, с правом вето. По-другому, лучше Гагаузия, чтобы вообще не участвовала на этих выборах. Эти выборы не для нас будут. И когда вы говорите, что большинство выступает за смешанную систему, вы лукавите, потому что никто не проводил референдум. По опросам только 1/3 желает этого. То, что вы говорите, подписи, это сказки Венского леса. Второй вопрос. Тоже к вам, господин Новак, когда вы говорите, что за Приднестровье откроется на правом берегу, что же Конституцию нарушаете? Потому что люди с Гондураса будут голосовать за Приднестровье. Должны приднестровцы голосовать. А вы откроете избирательные участки на правом берегу, кто будет голосовать? Поэтому не надо обманывать людей. Вы нарушаете Конституцию Республики Молдова. Если вы считаете Приднестровье территорией Республики Молдова, то эти выборы должны проходить там, в соответствии с Конституцией. А вы сказки, спасибо, рассказываете нам. По первому вопросу я отвечу. По первому вопросу. Иван Георгиевич, я хочу действительно подтвердить, мы с Иваном Георгиевичем были в комиссии, которая добивалась изменений в статью 111 Конституции Республики Молдова. Работа шла более 2 лет. Но, Иван Георгиевич, не вводи в заблуждение народ здесь присутствующих. Я был членом комиссии, ты был юридическим консультантом. Все правильно ты говоришь, кроме того, никогда мы не ставили в комиссии вопрос о праве вето. Не было. Это ты придумал, когда мы сидели с тобой, стакан вина пили, настаивал. А мы никогда этого не предлагали. И это нельзя делать. Теперь я вам отвечу по Приднестровью. Уважаемые, а скажите, пожалуйста, а какие на сегодняшний день есть варианты? То есть вы за то, я так понял, что мы вообще приднестровцам не давали права голоса, да? То есть вы утверждаете, вы ничего не предлагаете. Я понимаю, что вы не читали. На сегодняшний день, со временем, мы первый этап должны вовлечь в политический процесс Республики Молдова жителей Левобережья. Объединим страну, потом будем открывать и там. Но это первые шаги, маленькими шагами к большому успеху. Это вы должны понять. Но, уважаемые, если вы хотите что-то сказать, если вам все равно, что происходит на левом берегу, то нам нет. Ну, да. Есть вопрос у господина Тарнавского. Один человек только, да, отвечает? Или... Вы хотите что-то сказать? Да. Что касается права вето... Можно, я не поняла просто сама для себя, в чем вопрос заключался? Тут говорилось о праве вето. Я вам скажу, что... Не, по вопросам статуса Гагаузии право вето.
Вы хотите право вето? А к смешанной избирательной системе это относится? Я очень коротко ему отвечу. Нет, может быть, есть, конечно, в вашем предложении право на существование, но дело в том, что это не относится к избирательной системе. Если мы хотим включить право вето, то нам надо изменять 111 статью Конституции Республики Молдова. Это уже другой вопрос. Это уже мы можем вернуться к этому вопросу, но не сейчас. Нет, это Конституция решает. Это решает. Итак, права вето пока не будет, я так поняла. Господин Тарнавский. Да, добрый день, добро пожаловать в Гагаузию. Во-первых, поблагодарю Промолег за то, что есть эта дискуссия. Благодарю Промолег за эту дискуссию. Очень важно, что проблемы, которые беспокоят общество, публично обсуждаются. Надеемся, что и другие вопросы, которые нас беспокоят, будут по такой же системе обсуждаться. Значит, пользуясь случаем, здесь в президиуме 3 депутата парламента Республики Молдова, мы просим вас 3 законодательные инициативы, которые в парламенте в части автономии рассмотреть и принять в ближайшее время. Я в порядке маленького замечания. Мы выбрали председателя Народного собрания демократа не потому, что он демократ, а потому, что он хороший человек и патриот своей земли. О чем свидетельствует, что 3 раза уже населенные пункты его делегирует в Народное собрание Гагаузии. Теперь об избирательной системе. Я поддерживаю однопартийную, одномандатную систему выборов в парламент Республики Молдова, потому что она опробирована в Гагаузии, потому что Народное собрание и прошлого созыва, и этого созыва единогласно голосовали за соответствующую законодательную инициативу в парламенте Республики Молдова. Почему? Потому что мы будем выбирать личность, потому что будет обратная связь между депутатом и избирателем. И вы извините, это будет просто по-человечески порядочно, потому что прекратится вот этот политический туризм, который сейчас присутствует. А может быть, вы хотите что-то спросить у тех, кто не поддерживает? Да, я завершу в конце. Значит, наше мнение, оно принято и в Европейском Союзе, мы были и в Оландах, и в Уэльсе, где эти территории представлены в парламенте. У нас, у гагаузов, действительно есть уникальный шанс иметь свое политическое представительство в парламенте, поэтому мы должны поддерживать изменение системы. Мы единственное просим, чтобы было здесь создано 5 округов, учитывая нашу пропорцию в общереспубликанских показателях по населению. А вопрос у меня следующий к депутату от партии социалистов. Мы оказали ошеломительную поддержку президенту на последних выборах. Наверное, такой поддержки не было у президента России в Чеченской Республике при выборах. Поэтому мы просим вас, отдайте должное Гагаузии. Найдите в своем законопроекте совместном место для автономии, чтобы мы действительно имели вот эту адекватную квоту и были представлены в парламенте. Иными словами, люди хотят гарантии того, что если система выборов будет все-таки изменена, то они таки попадут в парламент. В принципе, юридические рекомендации даже Венецианской комиссии говорит о том же, что было сказано с зала. Естественно, ко второму чтению могут поступить и, скажем так, амендменты, поправки. Будет это 5, 6 или... То есть это надо посчитать. Но пока у вас нет понятия о том, как претензии, это будет. Естественно, есть? Округа и конкретно поправки, то, что вы говорили по округам, 100% будут. И даже будут те моменты, когда нужно будет посчитать границы, сколько будут сформированы, потому как тут есть и не только гагаузы, есть и, как я говорил ранее, и Тараклия, где живут очень много болгар. Очень но по этому вопросу мы только приветствуем. То есть предстоят еще доработки. Поправки должны быть в обязательном. Я хочу обратиться ко всем присутствующим. Самое главное, чтобы мы не забывали, что мы гагаузы. И сегодня, чтобы к нам не приезжали общественные организации или еще кто-то и будут указывать или выгонять с зала кого-то, да? Сегодня вы приехали услышать мнение людей. И как бы надо в первую очередь делать это, да, а не по регламенту. То, что. И вопрос к Борису Константиновичу Новаку. Вот вы состоите в организации «Новая Гагаузия», да? Какие цели она преследует? Спасибо. Да, вы можете представиться, пожалуйста, депутаты вас просят.
в чем, простите, а в чем вопрос был? Я так увлеклась тем, как мы не соблюдаем регламент. Наша цель в том числе поддержать проект, который предлагает смешанную систему выборов. И я еще раз говорил о том, что интересы Гагаузии выше узкопартийных интересов. Будете на очереди, пожалуйста. И дальше мы вам передадим микрофон. Виталий Горбачев, руководитель общественной организации с Гагаузии. Я выслушал все аргументы за и против. Вы знаете, действительно, сегодня в рамках страны, когда нет политического консенсуса, говорить об изменениях до выборов, которые остались там буквально год, с небольшим, может быть, я думаю, что это преждевременно. Но, посмотрев законопроект, у меня возник вопрос к его разработчикам. Нашло место отражение Приднестровья, но не нашло отражения двух партий, которые яро защищают интересы Гагаузии, хоть словом обмолвиться о Гагаузии. А сегодня мы в сослагательно-вещательном наклонении, может быть, мы включим то ли 2 квоты, то ли 3, то ли 5, а там посмотрим. Поэтому это один вопрос. Почему не нашлось времени для того, чтобы отстаивать интересы автономии в законе, а в период предвыборных кампаний президентской гонки и парламентской 2014 года, как мы слышали, аргументы в защиту Гагаузии. И второй момент. Сегодня приводился пример Народного собрания Гагаузии, где одномандатная система. Вы знаете, я думал, что после формирования большинства в Народном собрании сегодняшнего, когда руководитель парламента Гагаузии представлен депутатом, избранным от Демократической партии, он выдвинет в контексте этих изменений избирательной системы страны вопрос об отзыве депутата. Ведь когда предлагалась система одномандатная, основным аргументом многие ее инициаторы говорили, что у людей появится возможность не только избирать, но и отзывать. Сегодня у нас, к сожалению, в законе, о кодексе избирательном Гагаузии, кстати, Иван Георгиевич Бургуджи, это и к вам претензия, потому что вы были одним из разработчиков вместе с депутатами прошлого созыва. Давайте без Потому чтобы включить этот момент, к сожалению, избрание по одномандатным округам не приведет к тому, что мы сможем отзывать депутата. И рассматривать сегодняшний, это второй вопрос. Кому? Почему? Тем, кто предлагает этот законопроект. Как мы будем избирать, понятно. Отзывать, как мы будем, если наш депутат не выполняет обязательства, взятые перед избирателем. И третий момент. Как много. Да, потому что извините, говорили, что никто не читал законопроект. Я его прочитал очень внимательно, и у меня очень много вопросов. По аналогии с Гагаузией, кстати. Вот. И здесь эта система отработана. Здесь говорят, депутаты, избранные по одномандатному округу, будут защищать интересы автономии. Мы видим, как сегодня депутаты автономии в парламенте Гагаузии защищают интересы избирателей, когда они, избирают независимыми, становятся частью политической системы. Как это прописано в вашем законопроекте? А можно я переформулирую ваш вопрос, потому что я тоже его хотела задать. Вот господин Цырбул, может быть, вы... Иными словами, как депутат, избранный независимым, потом будет гарантировать в парламенте свою независимость, а не будет скрыто под видом независимого депутата лоббировать интересы определенных политических в парламенте? Есть ли такой механизм, который гарантирует сохранение независимости избранного независимого депутата? Услышим ответ? Может быть, он есть. Я отвечу, конечно, тут было несколько вопросов. Давайте можно с последнего начать? Конечно. Как гарантировать независимость депутата? Во-первых, наш законопроект об изменении кодекса выборов никак не регламентирует процесс после выборных. Этот процесс регламентируется законом о статусе депутатов и регламенте парламента. Там конкретно предусматриваются права, конкретные обязательства депутатов, как независимых, так и права фракций. И как формируются фракции, как могут и работать как во фракции, как независимые. То есть это другой процесс. Он и сейчас этот То есть вопрос никак могут не быть. гарантировать? Нет, подожди. Во-первых, разные законы. Мы предлагаем изменение кодекса о выборах, а функционирование
депутатов после выборов, это уже другой закон. Никак, понятно. Это уже другой закон. Это Я уже... поняла. Мы согласны усовершенствовать этот процесс, но это уже Законопроект это не оговаривает. Я все поняла. Я все поняла. Есть еще вопросы. Что касается квот по Гагаузии, я еще раз отвечал. Почему он в первоначальном проекте не был? Очень просто. И почему есть Приднестровье? Потому что в Приднестровье, к сожалению, на территории Приднестровья сегодня невозможно проводить выборы по объективным причинам, и поэтому пришлось отдельной строкой Приднестровья регламентировать. В Гагаузии можно проводить, и принцип территориально-демографический принцип. А по территориально-демографическому принципу, конечно же, у Гагаузии будет своя квота. Но мы согласны с вашим предложением, и Венецианская комиссия тоже нам это просит от нас, поэтому мы во втором чтении конкретно предложим что вы сделаете во втором чтении? Венецианская комиссия тоже нам просит от нас, чтобы рекомендовала, чтобы национальные меньшинства конкретно мы имели конкретную квоту. И мы соглашаемся, это была рекомендация Венецианской комиссии, не наша. То есть вы готовы сделать сейчас заявление, что демократическая партия ко второму чтению внесет определенное оговоренное количество депутатов, которые пройдут парламент? В том числе для Гагаузии, конечно, потому что это есть рекомендация Венецианской комиссии. В этом мы согласимся и будет конкретно. Что касается отзыва депутатов, что касается... Я вам отвечу. Вопросы дальше есть? Ну, во-первых, да, я... Вы все сказали? Нет, и был еще вопрос по отзыву. Очень по отзыву. Ну, во-первых, уважаемый господин, я не знаю, как вас зовут, нравится вам или не нравится, но Республика Молдова член Совета Европы, и мы, конечно же, должны прислушиваться к рекомендациям. Но на самом деле, тогда, чтобы говорить всю правду, нужно сказать, что мы не только член Совета Европы, но еще, что Венецианская комиссия рекомендовала нам вообще не менять избирательную систему. Такого не было, извиняюсь. И мне очень жаль, что вы манипулируете. Я был лично на заседании, такой рекомендации не было. Ввиду отсутствия широкого консенсуса в обществе. Такого не было, такой рекомендации не было. Я вам прочту слово в слово, как там было. Хорошо, но это уже другой вопрос. Что касается отзыва депутата, на самом деле мы не отказываемся от возможности, чтобы народ отзывал депутатов. И мы до сих пор считаем, что это лучшая ответственность для депутата, чтобы народ его мог отзывать. Domnul Dudnic trebuie să aștepte, pentru că vorbește domnul Sârbu. Sau să se decide între ei cine vorbește. Da, господин Sârbu. Я отвечу по последнему, по отзыву. Мы не отказываемся, и мы вернемся к вопросу об отзыве, потому что он возможен только при 100% мандатной системе. При смешанной системе, к сожалению, это не конституционно. И поэтому мы вернемся к вопросу. Нам надо будет еще вернуться к пересмотру Конституции по этому вопросу, но мы к нему вопросу, потому что мы до сих пор считаем, что депутатов нужно отзывать, которые не исполняют волю народа. Господа, давайте все-таки соблюдать время, потому что вы видите, как много людей хотят задать вам вопросы. Вы будете задавать вопросы этим людям, пожалуйста. Ну, во-первых, разрешите еще раз поблагодарить Промолекс за то, что организовали такую платформу. К большому сожалению, конечно, не будем искать крайних виноватых, кто сегодня больше виноват в том, что вот в таком ракурсе все сегодня проходит, но надеюсь, что в следующий раз... чтобы мы до конца не подрались. Да, в следующий раз мы все сделаем из этого вывода и будем более конструктивно вести наш диалог. Теперь по части того, что было много претензий относительно консенсуса, есть он или нет при принятии этого решения, я как член парламента могу сказать, что парламентом, когда принималось это решение, проголосовали за 74 депутата. Из 101 депутата 74 проголосовали за то, чтобы изменить. Это не только представители тем партий, у которых 39 мандатов в парламенте, а 74. И я считаю, что это можно называть консенсусом. Это первое. Теперь второе. Мы помним, как начиналась предвыборная кампания президентская, то есть до этого постпредвыборные моменты. Коллеги из оппозиции критиковали, говорили, что это катастрофа для страны, и в итоге они участвовали в этих выборах и дрались за то, чтобы выиграть пост президента. Я к чему это говорю? Скажите, пожалуйста, планируете ли вы участвовать в этих выборах в случае, если парламент на самом деле утвердит эту систему? И почему я это спрашиваю? Потому что представители даже уже вот нашей партии уже активно готовятся к этим выборам. У вас есть и мэры, и примары, и там другие представители. И я как житель региона уже вижу, что они проводят некие действия, акции, которые направлены на то, чтобы они, скажем так, к выборам подошли более-менее готовым. Поэтому это первый мой вопрос. И второй вопрос. Вот вы
постоянно приводите в пример Народное собрание Гагаузии, постоянно рассказываете о том, что всех покупают, продают в Гагаузии. Здесь вот только в этом зале есть депутаты Народного собрания, к которым вся Гагаузия относится с большим уважением. И уверяю вас, за них могу ответить, что никто их никогда не покупал, никто им ничего не предлагал. А вопрос в чем заключается? Вопрос мой в следующем состоит мой вопрос. Считаете ли вы, уважаемые господа, что среди всех жителей Гагаузии не найдется 3 нормальных, достойных человека вот во всей Гагаузии? Но это не по смешанной системе же. Секундочку. Это не по проекту закона, это по Гагаузии, это встреча с избирателями. Мария, мы говорим, если вдруг будет смешанная система у Гагаузии... Будут ли участвовать в выборах или нет партии? Отличный вопрос. 5 секунд, Маш, 5 секунд я закончу. Значит, если будет смешанная система, у Гагаузии будет 2, дай бог будет 3, мы боремся за то, чтобы было 3 округа на территории Гагаузии. Вы постоянно критикуете о том, что это провоцирует коррупцию и все остальное. Считаете ли вы, что на территории Гагаузии нет 3 людей, которые будут достойно представлять интересы Гагаузии в парламенте? Или считаете так? Спасибо. Благодарю, господин Дудник, за ваши вопросы. И начиная со второго, я еще раз повторюсь, что я везде, во всех аудиториях это говорю, что Молдову от захваченного статуса спасут честные, порядочные, принципиальные люди, которых большинство, но они хуже организованы, как это обычно бывает. И да, в Гагаузии очень много порядочных людей, и в Молдове много порядочных людей, начиная от Охницы Бричан и заканчивая вулканештами. Но я еще раз повторю, что у меня очень большие сомнения, что эти честные, порядочные, принципиальные люди им дадут стать депутатом по одномандатному округу. Попадут те, у кого будут деньги, кого будут показывать телеканалы Демпартии и социалистов, и те, кто нужен и комфортен. Во-первых. Во-вторых, насчет компромисса в парламенте. Господин Дудник, Демпартия получила 19 голосов, социалисты получили 25, всего 44 депутата. Поддержали проект смешанной системы. Остальные 30 это купленные. Был еще один вопрос, и можно коротко, чтобы каждый из вас ответил. Ответьте коротко, будете вы или нет участвовать в парламентских выборах в случае, если проект закона пройдет 2-е чтение? Коротко. Ну, коротко можно, пожалуйста, иначе не хватит времени другим участникам. Тут уже никому не хватит. Работает, да? В продолжение того, что сказала госпожа Шупак. Если бы этот законопроект хотя бы предусматривал 2 тура, еще бы можно было бы хоть что-то обсуждать. Ваш законопроект о 2-турном голосовании в Гагаузии, он более справедливый. И то, что сказала госпожа Шупак, если есть люди, которые могут представлять достойно Гагаузии, таких людей есть много. Но в одном туре, в условиях многих кандидатов и массивная коррупция, когда 100 голосов купленных могут решить судьбу, я не думаю, что такие люди попадут в парламент. И я не думаю, что эти люди, выбранные 7-8% гагаузской автономии, при наплевательском отношении к остальным 90%, будут достойно представлять Гагаузию. На другой вопрос. Мы сейчас бьемся за то, чтобы сохранилась нынешняя система, потому что только она гарантирует освобождение государства. Когда время истекло. Господин Слусарь, время истекло. Есть еще желающие ответить на вопрос? Но вопрос был к этому лагерю. Но я не услышала, будете или нет участвовать в парламентских выборах? Да. Демократическая партия и партия социалистов и атмосфера в этом зале показала, развернули самую настоящую гражданскую войну в молдавском обществе. Сейчас мы действительно воюем за то, чтобы вы отозвали вот эти свои все законопроекты. Примите, я думаю, что примите. Посмотрим, какая будет реакция общества, посмотрим, какая будет реакция международных организаций. Потому что я понимаю, что вам на все наплевать. Той же Демпартии, у нее уже есть 52 голоса и за такую систему, и за такую. Они даже, по-моему, проголосовали в первом чтении за одномандатную систему. Но потом они бросили под танки Додона. Понятно для чего. Потому что он у нас за суверенитет, он может послать европейцев куда подальше, сказать, что они ему не указ. Демократическая партия все-таки должна прислушиваться к европейским структурам. Посмотрим, как будут развиваться события, и потом коллективный орган партии примет решение о дальнейшей тактике. Ну, я хотел бы сказать чуть по поводу проекта. Мы говорят о широком политическом консенсусе.
я задаю себе вопрос. У нас в Минюсте зарегистрировано около 44 партий. 46 уже, да? Ну вот, 46 уже. То есть мы должны обратить внимание, все должны сделать шаг назад, потому что это хотят 2-3 партии, которые рейтинг, даже порог избирательный не проходят. На сегодняшний день есть определенные амбиции, и я не могу себе, господа, объяснить одно. Все эти господа утверждают, что они честные, что у них есть команда знатных людей. Так они при этой смешанной системе, при любой системе они выиграют. Я бы на самом деле вас спросил, мне кажется, раз это так, чего они боятся? Господа, господин Новак, я не могу уехать отсюда, не задав вам вопрос. Обязательно дойдет очередь. Партия, это ключевой вопрос. Партия социалистов сегодня опережает все остальные партии по любым рейтингам, кто бы их ни заказал, эти соцопросы существенно опережают по нынешней избирательной системе. Любая партия заинтересована во власти, чтобы претворить свою программу в жизнь. Зачем вам нужно было менять нынешнюю систему, которая гарантирует вам оглушительную победу, на смешанную? Можно коротко? Объясняю и повторюсь еще раз. Мы еще в 2011 году в первый раз озвучили эту 11 уважаемый. Продолжайте, но не важно. Вы в прошлом В 2014 году, господин Чубашенко, вы должны, вы немножко, слушайте, вы понимаете, вы немножко двоечник в этом. Ну не важно, зачем мы переходим на личности? Повторюсь и делайте себе заметки. В 2011 году на своем съезде партия социалистов впервые озвучила, не она придумала эту систему, но предложила как политический путь идти к смешанной системе. В 2014 году, уважаемый господин Чубашенко, партия социалистов включила это в программу. По-моему, вы ее где-то видели. Так поднимите архивы, уважаемые, есть и видеодоказательства. Время истекло. Время истекло. Время истекло. Я поняла. Вы хотите сказать, что это было в вашей программе, поэтому вы это делаете. Господин Цурбу, скиньте мне потом фото, которое вы сделали, фото меня, да? Спасибо. У нас есть вопрос. Добрый день, уважаемые жители Гагаузии, добрый день, уважаемые гости. У меня вопрос... Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Марат Дмитрий, я житель города Камрата. У меня вопрос к господину Слусарю и господину Чубашенко. Первый вопрос. Вы говорите, что вы против смешанной системы. То есть, получается, вы против, чтобы Гагаузия имела квоту своих представителей в парламенте. Вопрос вам, господин Слусарь. Сколько есть сегодня членов вашей партии от Гагаузии, и сколько сегодня ваша платформа, на ближайших, если останется нынешняя система, избирательная система, вот какая она сейчас есть, сколько от вашей партии будет гагаузов? Проходных гагаузов. И это же вопрос господину Чубашенко. Господин Чубашенко, до того момента, пока мы не сняли вашу партию с выборов, сколько гагаузов было в списках нашей партии и какими они были по счету? Спасибо. Мы еще не ответили, вы уже кричите позор. Молодцы. Значит, режиссер ошибся, да. Значит, у нас члены Совета, Национального совета, 3 представителя Гагаузии. Значит, 1 представитель Гагаузии будет здесь создавать организацию. И я вас уверяю, что в списках по пропорциональной системе обязательно будут включены представители гагаузской автономии. Мы дадим вам фамилию после этого, чтобы вы сейчас покричали позор еще раз. Я вас уверяю, что гагаузские граждане – это наши граждане, это наши люди, и они обязательно будут представлены в наших списках. Что такое? Я еще раз говорю, что 3 члена из 70 членов, 3 члена представляют Гагаузию у нас. Чтобы вы кричали сейчас позор, я вам потом скажу. Хорошо. Спасибо. Перейдем к конкретным вопросам. Есть человек, который ждал в своей очереди. И еще один момент. У меня... Извините, слушал. Дайте и мне высказаться. Пожалуйста, не машите руками. Дайте и мне задам свой вопрос. Я вас Простите, слушал. пожалуйста. Спасибо вам большое.
Дайте мне задать тоже свой вопрос. А можно после господина Чубашенко, который тоже ответит на вопрос? Я избран вице-председателем нашей партии в марте. Что было в 2014 году, я сейчас точно не скажу с партией Усатого, может, Дом Лукашу потом уточнит. В будущих списках, я хочу вот, чтобы все поняли, вас обманывают с квотой. Если в Гагаузии 120 тысяч избирателей, должно быть только 2 округа по 60 тысяч избирателей. Нельзя делать округа по 40 тысяч, закон не позволяет этого. Не будет 2 депутата. И это ваше по праву. Если вам скажут, что это квота, понимаете, вот вы можете эту воду взять по-любому, а вам дадут эту бутылку воды, скажут, ну нате вам бутылку воды с барского плеча. Это не квота, это просто вы имеете право на эти 2 мандата. Вас обманывают. Спасибо. Не может. Что касается списков, у нас примар Чудерлунги, примар Камрата, примар Бессарабки. Гагаузы будут в наших списках на проходных Время местах. истекло, и есть человек, который ждет своей очереди давно и настойчиво, поэтому... Меня зовут Петр, я с города Бессарабки. Вот так. Я думаю, сейчас многим Я стало хочу стыдно. задать вопрос всем нашим депутатам, которые здесь и представлены. Вот вы все печетесь о нас, о народе. И вы сказали, что есть 850 тысяч подписей, которые народ подписался. И у вас прошла очень большая реклама за одномандатные, за микс. Почему за эти деньги лучше бы не сделали референдум? И спросили бы у народа, какая система им нравится. И тогда бы рвали бы рубашки на себе и сказали бы, вот народ решил. А так вы опять гоните людей в 2 лагеря. Кто против, кто за. Спасибо, что дождались, чтобы задать этот вопрос. Господин Цырбу, это, наверное, к вам, потому что вы инвестировали деньги в кампанию рекламную. Уважаемый товарищ, друг, во-первых, любой референдум это бюджетные деньги. Я не думаю, что мы можем себе позволить бюджетные деньги тратить. Если есть социологические опросы, которые, кстати, провелись не из бюджетных денег, и другая компания, которая на общественных началах вся эта кампания информационно проводилась, если абсолютно четко, ясно, что 850 тысяч наших граждан поддерживают изменения избирательной системы, более 60% граждан по всем опросам, кстати, по самому большому опросу за всю историю Республики Молдова показывают, что хотят изменения избирательной системы. Если декларации этнических групп, местные власти, абсолютное большинство ясно поддерживают избирательную систему, мы смотрим по тем протестам, против. Из всей Молдовы вышло 500 человек, которые против, и десятки тысяч, которые за. Вывод. Все люди хотят... А почему не референдум, вот как предложил человек? Так я сказал, за референдум нужно тратить бюджетные деньги. Все, понятно. Зачем нам так, если и так ясно, что все почему хотят? вы, демократы, вложили деньги не в референдум, а в рекламную кампанию? Нельзя незаконно проводить референдум за частные деньги. Вы что? Вот, вы слышите, нет, юристы сидят. Есть вопрос Можно я? зала? А может вопрос был депутатом? Это был вопрос господина Сырбу. Нет, вопрос был депутатом. Инна, я просто предполагаю, что тогда это будет политический комментарий. Потому что вопрос был к тем, кто проводит, кто лоббирует эту идею. Вопрос зала, который задали еще в начале. Мы идем дальше, не будем топтаться на месте. Вопрос противникам по смешанной системе. Если вы будете представлять большинство в парламенте, даете ли вы гарантию, что тогда вы примете закон о смешанной или одномандатной системе, учитывая, что сегодня вы говорите, что это решение преждевременно. То есть действительно есть позиция, вы говорите, что нет, и говорится об этом, нет плохих систем, хороших систем, есть просто уместные и неуместные системы. Но вот если вы будете контролировать партию, которую вы представляете, большинство в парламенте, вы даете гарантии, что тогда настанет время, и вы измените избирательную систему? Это был вопрос к противникам изменения избирательной системы. Момент. Вопрос идет в одни ворота. Мы тоже должны отвечать на эти вопросы. Нет, вопрос к противникам, так написано, избирательной системы. Тогда их сделали именинниками сегодня? Ну, пересмотрим с вами вдвоем записи, увидим, кто именинник. Пожалуйста. Уважаемые друзья,
Если уж говорить о социологических опросах, то даже их результаты не нужны нам для того, чтобы понимать одну простую истину. Абсолютно всех граждан Молдовы волнуют совершенно другие вопросы и их решения, нежели смешанная одномандатная или пропорциональная система. Разве нет? Коррупция, бедность, отсутствие рабочих мест. Вот поэтому, что мы можем гарантировать как партия коммунистов, да, это, по крайней мере, делать те хорошие дела, которые мы делали 8 лет, а те ошибки и недостатки, которые мы допускали, а да, мы их допускали, мы больше на эти грабли остановиться не будем. Да, это мы говорим. Это был ваш вопрос? Что вы говорите сейчас? Так. Дайте микрофон женщине, пожалуйста. Так нет, она задала вопрос. Ну, она не услышала ответ. Человек написал, узнал, что это его вопрос. Я просто хочу, вы же говорите, что сегодня нельзя преждевременно. Вот следующие выборы. Вот при условии, что вы, я вижу, что у вас такая уверенность откуда-то, что вы будете иметь большинство. Тогда вы нам гарантируете, что вы, вот нам обещаете избирателям, что вы этот вопрос вернетесь и вы примете. Нам, гагаузам, вы гарантируете это? Хорошо. Для того, чтобы сделать квоту специальную для Гагаузии, не нужно менять систему. Это можно было сделать и среди пропорциональной системы. И это давным-давно могла сделать действующая власть, не сделала. Значит, я вам отвечаю. Если мы сейчас пойдем и спросим жителей, в том числе и Камрата, какие у вас самые большие 10 проблем, проблема изменения системы будет 20-й. Я вам гарантирую, что когда мы получим большинство, в первую очередь мы займемся повышениями пенсий, зарплат, борьбой с коррупцией и конфискацией имущества. А потом, когда освободим наше государство, проведем реальный референдум по этому вопросу, и если большинство на свободном референдуме выступит за смешанную систему, мы ее внедрим, но не в этом захваченном государстве. Говорите, но коротко. Коротко. Уважаемый зал, вы даете вопрос только им для чего? Сделать им рекламу? А почему мы не участвуем? Вот я хочу участвовать тоже. Я тоже имею позицию по этому вопросу, и мне не дается возможность высказаться. Не давайте вы вопросы им больше. Конечно. А теперь слушайте внимательно. Я хочу ответить господина Слюсаря. Слушай. Внимание. Вот вы сейчас наглядно 2 вопроса назад видели, как господин слева от меня ответил о том, что когда про представительство Гагаузии в парламенте решаете, будет или не будет, один момент, я вас не перебивал. Он сказал, что никакого значения. Мы посмотрим список, кого-то, может быть, включим. Вот в чем недостаток партийной системы? Вот они, кишиневские, сидят в Кишиневе, зарегистрировали под свое имя и группу там свою партию, и потом они с царского плеча будут говорить, Гагаузию возьмут они туда или не возьмут. То есть, понимаете, они всех своих туда подтягивают в список кандидатов в депутаты парламента. А вот та смеша... Домнул Дейч. У нас, к сожалению, есть возможность... Я спрошу организаторов, сколько вопросов мы еще можем взять из зала? Последний. Только 2? Я знаю, но я надеюсь, вы меня в этом поддержите, отдать приоритет, людям, которые не входят в определенные партии или политические организации. Пожалуйста, потому что есть люди, вы увидели, человек приехал, человек, я хочу обратиться в первую очередь к Гагаузии или к гагаузскому Если народу. вы настаиваете, я это сделаю. Хорошо, пожалуйста. Я хочу сейчас обратиться к гагаузскому народу. Я сам представитель, я сам гагауз. Я так слышу, как вас делят. Ни для кого не секрет. Из каждой площадки мы говорим, и я в том числе, что якорем государственности Молдовы являетесь вы, ваша автономия. И это ни для кого не секрет. Сейчас вас хотят разделить. И у них получается на этот момент. Вас разделят, и потом вы не будете говорить. Ваши дети уедут. Это не подстрекатель, давайте я вам скажу. Давайте я скажу. Научитесь выслушивать, господин Цирк. У вас есть вопрос? Есть вопрос. Кому? Я скажу вопрос. Они хотят услышать вопрос. Я вам теперь говорю вам вопрос.
Вы, обзывая людей трусами сейчас с этой площадки, вы назвали не 3 человек, вы назвали больше 50% населения, которые против смешанной системы. Научитесь слушать, вы депутат. Послушаем друг друга. Научитесь слушать, вы депутат. Дальше. Я тоже против смешанной системы. Объясню. И гагаузам, и так как я гагауз. Я представляю сегодня Бессараб. Ваша смешанная система сегодня представляет собой 25 одномандатных округов. Из этих 25, 51, 25, я еще раз говорю, 25 вы отдаете Приднестровью. О чем вы хотите спросить господина Сырова? Я еще раз повторяю. Сегодня бессарабский народ не получит. Не давите, сейчас вы услышите Бессарабки, вопрос. жители города Бессарабки, Басарабяска. На молдавском Басарабяска. Можете интерпретировать так, как вам вы считаете нужным. Сегодня мы не сможем избрать своего жителя, своего депутата, который будет представлять наш район. Почему? Потому что предусматривает одномандатный 50 тысяч. Это вопрос или констатация? Это, скорее всего, и вопрос. Нужно задать вопрос, если он есть. Если Так нет, вот я задаю вопрос. Почему бы вам сегодня не пойти по той избирательной системе, которая есть нынешняя, и на следующие выборы, как в цивилизованных странах делают, если принимают какое-то решение, эти решения переносятся в следующий парламент. почему не принять решение? Я тоже с вами. Я отвечу очень коротко. Кстати, вопрос задал примар, который был избран по одномандатной избирательной системе. Кстати. Вот вам понравилось, что вас избрали народ напрямую по одномандатной системе? Понравилось. Так вот дайте право народу избрать и депутатов напрямую по одномандатной системе. По существу. Я думаю, ваш вопрос был ясен. Что касается представительства... Время идет. Что касается представительства, вот именно потому, что не все согласны перехода на 100% на мандатной системе, для того, чтобы было более представительно, поэтому мы временно остаемся на смешной, для того, чтобы из Басарабяска вы смогли избирать по партийным спискам, в том числе по партийным спискам, и тогда все будут представлены, и Бессарабка, и все абсолютно. Вот по существу. Венецианская комиссия нам рекомендует, что 1 год до выборов, вот мы эти рекомендации минимум за... Следующий вопрос. Мы вас слышим. Да? Ну, во-первых, я житель Луканеш, Георгий. Тут в основном, как я слушаю, правая сторона пытается унизить наш гагаузский народ. Объясню почему. Это реплика, потом вопросы будут всем. Вы не умеете, вы там проголосуете, нас быдлом это самое. Во-первых, начнем с парламента. У нас с Гагаузии 3 депутата парламента от Демократической партии и 1 от социалистической. Вот они 4 не продались. Сейчас Шупак вам будет вопрос. Вы ратуете за то, чтобы сразу 14 коммунистов покупали те же демократы. Или же от либерал-демократов, которых поддерживали Слусаря. И Слусарь каждый день выходили на митинги все вместе и кричал: досрочные выборы. А когда Стурзу попытались, чтобы он был премьер-министром, он был в числе первых, чтобы стать министром. Так где же была правда? Слушай, насчет... я задаю еще вопрос. Не торопитесь. Наши гагаузы, 4, которые не продались. Я объясняю, что не буду говорить, кто продался. Вы сами говорили, по пропорциональной там легче покупать, потому что сами объяснили, что Демократическая партия имела 19, а сейчас проголосовала за одномандатную 52. И кого лучше покупать, и красивее покупать депутатов, которые выбраны по пропорциональной системе. А одного покупать или не покупать очень будет сложно. И вы за 8 лет, будучи власти коммунисты, где вы нам дали квоту 5 человек, хотя этот договор везде распечатан между Воронежем и Гагаузской автономией. Там 11 пунктов, ни один вы не исполнили. Вы сейчас про этот русский язык. И вас самое главное,
Нет, последняя реплика. Вас надо расстрелять за меморандум Козака, вашу партию. Вот это уже... Я не знаю, как к этому относиться. Значит, я не сомневаюсь, что, конечно, да, я не сомневаюсь, что, конечно, как обычно, коммунисты окажутся во всем виноваты, нам в этом не привыкать. Ваше мнение, я уважаю ваше мнение, у вас есть какие-то источники информации свои. Что касается унижения. Вы знаете, а вот мне почему-то кажется, что было унизительно, как бы я ни относилась к господину КСА, я его лично не знаю, я знаю, что он все-таки остается на своем мнении, он представитель демократической партии, именно он странным образом стал председателем Народного собрания. Но мне было неудобно за господина КСА, когда он, член Демпартии, его позвала фракция Демпартии на одно заседание парламента представить проект о Гагаузии. Он ждал 4 часа в парламенте, и в конце ему сказали: извините, вопрос переносится. Это не унизительно? Мне было бы да. На второе заседание парламента снова он пришел, сдал 4 часа, и опять же его коллеги по фракции в Демократической партии его сидели, ждали, и в конце сказали: извините, господин Коса, вы опять второй день зря просидели в парламенте. А мне кажется, что это унижение. И надо всем вместе... Спасибо. Я передам слово господину Маноле сейчас, а после этого я передам слово заключительным участникам в президиуме. Господин Маноле. Не слышно вас. Теперь слышно? Слышно теперь? Я после вот этих, не знаю, как их назвать, дебатов, очень сложно, потому что не соблюдались те правила, которые должны соблюдаться при нормальных цивилизованных дебатах. То, что я сегодня понял, существует демократия, как я раньше говорил, существует диктатура и существует хаос. То, что мы сегодня увидели, это хаос, не демократия и не диктатура. Для тех, кто не хочет слушать друг друга, не хочет слушать других с другим мнением. Вы почему считаете, что если вы сегодня в большинстве, то вы не должны слушать другое мнение? Наша роль как гражданское общество, как представители правозащитной организации, наша роль в том, чтобы создать площадки для того, чтобы вы слушали и взвешивали все аргументы за и против. Помните, каждый, наверное, знает, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Почему вы не хотите мерить? Почему вы сразу режете? Почему вы даже не 25 лет? 25 лет. Можно я закончу? Можно закончить? 27 лет вы себя ведете так. Я имею в виду граждан. 27 лет Молдова, граждане ведут себя так. Я вам скажу больше. Потому что вы, граждане, вели себя так. Вы помните еще Бисмарк в начале прошлого столетия, он говорил: каждый народ заслуживает себе правителей. Если вам не нравится, это наша с вами вина. Наша с вами вина. Политикам всегда выгодно, когда люди с собой ссорятся между собой. А вы страдаете. Давайте вспомним, сколько у нас людей сегодня за рубежом. Почему? Потому что не хотят жить в хаосе. Не хотят жить в хаосе. Мы создали сегодня, мы подготовились. Это стоит. Кроме денег, это стоит время, усилий. Вы не представляете, сколько усилий с нашей стороны, с нашей команды, для того, чтобы организовать вот это. Не в деньгах только вопрос. И прийти, как вы на свадьбу, вы стараетесь для того, чтобы создать все условия, для того, чтобы все чувствовали себя хорошо. А приходят люди на свадьбу и портят весь праздник. Итак, я буду дальше говорить. Вы помните, одно из условий Венецианской комиссии было о том, что Молдова сегодня может быть еще не готова для того, чтобы изменить что-то. Потому что у нас нет консенсуса. Что предусматривает консенсус?
когда мы можем слушать друг друга, можем быть толерантными к другим мнениям. Вот видите? Вам не нравится другое мнение? Выйдите, пожалуйста. Выйдите, пожалуйста. Мы организовали. То есть я еще одно только скажу. Успокойтесь. Я еще одно скажу. Какая система у нас будет? Какие изменения у нас будут? Спасибо вам. Я поняла, что кому-то понравилось, кому-то не понравилось, так всегда, между прочим. Если господин Маноли хочет еще что-то сказать в завершение, скажите. Я хочу Если нет, поблагодарить за ваше гостеприимство, за ваше терпение, за вашу толерантность, за ваше умение слушать друг друга, за ваше умение взвешивать аргументы. Я благодарю за ваше поведение. И я надеюсь, что вы довольны своей жизнью. Спасибо. Василий Савич, Перейдем. Многие из вас хотят задать еще вопросы. Не надо так. Ну не надо. Многие из вас хотят задать вопросы. Ну потому что мы сегодня встретились, чтобы обсудить другую тему. Когда коммунисты приедут к вам на встречу с вами, вы их спросите. Давайте перейдем к заключительной части. Дадим завершающее слово депутатам парламента, представителям партий, политических движений, чтобы они подвели свою черту этого сегодняшнего события. Депутат Уважаемые Сергей друзья, Сырбу. одну минутку, пожалуйста, терпения, и мы заканчиваем. Во-первых, большое спасибо Промолег за организацию. Извините, если что не так. На самом деле мы должны научиться слушать друг друга. Я думаю, это самое главное, толерантность. Короткий вывод с моей стороны. Ну, я думаю, что, естественно, мы все понимаем, что народ хочет изменения избирательной системы, народ хочет изменения всего политического класса. Поэтому смешанная система избирательная будет внедрена в Республику Молдову. У Гагаузии будет своя квота, будут свои депутаты, которые будут избраны напрямую народом и которые будут влиять на политические процессы. Все те хорошие предложения, которые мы услышали и в зале, и не только в зале, будут приняты во внимание для второго чтения, когда мы этот законопроект примем. Поэтому еще раз большое спасибо вам за все. Мы сделаем все возможное, чтобы ваш голос был услышан. Спасибо. Будем подводить итоги по очереди. Господин Чубашенко. Спасибо вам за терпение, больше 3 часов выдержать этот хаос и бардак. То есть сегодняшнее заседание показало, насколько вот такие вот инициативы еще больше раскалывают молдавское общество. Здесь нет никакого консенсуса. И во всей Молдове нет никакого консенсуса по поводу вот этого проекта. Они его проталкивают с помощью лжи, манипуляций, ломают всех через колено. И цель для нас совершенно очевидна. То есть цель сохранить действующий режим Плохотнюка. И нам очень жаль, что в эту хору позволили себя втянуть социалисты. Господин Новак, теперь вы. Господин Новак, депутат от партии социалистов. Подведете итог свой? По-моему, Чубашенко и во сне говорит о Дон. И ему что-то снится, этому человеку, не дает ему покоя. Но хотел бы поблагодарить, понимаете, люди же видят вас.
вы относитесь к второй категории и никогда им не будете. Потому что демагогией заниматься и баламутить людей у вас не получится. Гагаузы тоже человек он способен думать и анализировать. Спасибо Промолекту за возможность высказать точку зрения. Спасибо организаторам. Спасибо Марии Левченко за терпение. И побольше таких дебатов, чтобы мы могли озвучить все абсолютно оппозиционные партии, неоппозиционные партии, парламентские, непарламентские, чтобы все могли абсолютно высказаться по этому проекту. Спасибо. Спасибо. Вот люди продолжают просить задавать вопросы, но действительно мы не можем это сделать, к сожалению, потому что, обратите внимание, время было потрачено на другое, на выяснение каких-то отношений, к сожалению. Вы меня благодарите, но я на самом деле в шоке, честно говоря, потому что я даже не думала, что может дойти до такого при обсуждении просто законопроекта. Ну ладно, это хороший опыт был для меня сегодня, кстати. Господин Слусарь, а потом... чья очередь? Инна, пожалуйста. Инна Шупак, депутат по КРМ. Уважаемые друзья, как ни банально прозвучит, я тоже поблагодарю за возможность участия в этих дебатах, таких интересных, неожиданных в каком-то смысле. Так получилось, что в 2012 году, как вы знаете, единственный канал, который с нами сотрудничал, с партией коммунистов, был закрыт. Это телеканал НИТ. Наверное, не от большой любви к коммунистам и к нашей оппозиционной политике. Так получилось, что сегодня у нас, у партии коммунистов, нет возможности выхода на 3 канала, которые принадлежат Додону и социалистам, нет возможности выходить на каналы, 6 каналов, которые принадлежат Плохотнюку и Демпартии, и поэтому мы используем любую возможность для того, чтобы говорить с гражданами. Вы знаете, здесь прозвучала такая интересная оговорка господина Тарнавского, вместо одномандатной сказал однопартийная. Ну, оговорился, но мне кажется, что, наверное, для меня итогом служит, что на самом-то деле все идет к однопартийной системе и демократической партии. Мы призываем всех этому противостоять. Нам удачи в этом. Дорогие друзья, я в этом президиуме, в общем-то, единственный житель Гагаузии. И, конечно, хочу принести извинения ведущих и коллега, который, я не знаю, к сожалению, имени, руководитель проекта, за такие эмоции наших гагаузов. Вот видите, такие вот они буйные и горячие. Но вы извините, действительно извините. Вам спасибо огромное. По закону, трудно, конечно, вести такой зал, это очень трудно. Но я хочу теперь по теме. Аня, не шуми. Я хочу по теме. Я тебе пример показываю, что ты наоборот... У вас 30 секунд. Да. Один момент. Я хочу действительно сказать вот о чем. Вот когда сейчас господин слева от меня и господин Чебашенко говорят о том, что вот их пугают. Вот сейчас там, вот видите, развал Республики Молдова, потому что конфронтация, разделили то. Это вы нагнетаете общество. Это вы зовете на баррикады. Вы противитесь современному тому, что необходимо менять систему, которая будет более прогрессивной. Это вы, народ, взбудоражите, а не те, которые... Вы перешли к взаимным обвинениям. Я поняла. Господин Слусарь, что вы скажете? Дайте ему еще минуту. Минута для вас. Можно и 5, не сомневаюсь. Уважаемые граждане, 90% населения имеет консенсус по важным вопросам. Бедность, коррупция, нищета, отток населения. Для того, чтобы... Антирейтинг Плохотнюка, да. Для того, чтобы не решать эти все проблемы, вброшена эта избирательная система. Когда наши квартиры и жилье кто-то ворует, обворовывает все время, мы должны искать воров, а не менять квартиры. Все, что вам предлагают сейчас, приведет только к большей коррупции, к меньшему представительству, к фальсификациям выборов, к тому, что Приднестровье не будет представлено, и к тому, что диаспора не сможет голосовать. Это перспектива гражданской войны, гражданского противостояния, в котором очень хорошо чувствует себя демократическая партия, залезая в том числе каждый день в ваши карманы. Спасибо вам. В завершение я должна была что-то сказать, но я не хочу ничего не говорить. Я хочу... Есть. Господа, можно мы абстрагируемся от политики? Я вижу в зале людей, которые остались. Спасибо вам тем, кто остались. Я знаю, это было сложно мне тоже. Здесь сидят 3 женщины. Мне очень хочется вместо своего завершающего слова просто спросить вас, что вы думаете, я вас не знаю, но мне интересно, что вы думаете по поводу сегодняшнего 3-часового нашего события? Вот прямо что думаете, то и говорите.
Просто с одной стороны мне не понравилось. Эта сторона, они не очень-то как бы гаяли их. Но та сторона вообще всякую грязь. А что они делали? Ну как что они делали? Разве вот так вот самое друг друга надо хаять, оскорблять? Некрасиво просто. Некрасиво. Но вообще мы сегодня собрались, я не знаю, поняли ли это люди все, мы собрались, чтобы обсудить законопроект, вот который, например, вот этот человек с края, Сергей Сырбу, его партия, которую он представляет, его тоже лоббирует, и господин Новак тоже депутат лоббирует. Вы поняли вообще, в чем заключается смешанная система? Да? У нас в Гагаузии одномандатная система. А смешанная, которую они предлагают, в чем заключается? Сложно сказать, вы переживаете? Я просто уже устала, честно говоря. Спасибо. Вот так. Целью нашей было объяснить людям, почему да, смешанный, почему нет смешанный. Ну, вы слышали. Она плохо слышит, но первый вопрос эта женщина очень хорошо услышала. И вы носите сережки, вы тоже, как у моей бабушки, ну, покойной уже. Спасибо вам большое всем, что вы были здесь. И я надеюсь, что мы к вам еще вернемся. И, возможно, получив вот этот опыт, мы что-то изменим с самого начала в регламенте нашего. Спасибо. Спасибо.